Здравствуйте. Телеканал «Юрган» работает в прямом эфире с минуты на минуту. В Госсовете Коми с докладом о деятельности правительства за 2013 год выступит Вячеслав Гайзер. Кроме того, руководитель региона расскажет о планах на 2014 год и среднесрочную перспективу. Бурлун Донуертис. Добрый день, уважаемые коллеги и приглашенные. На сегодняшнем заседании из 30 депутатов присутствует 25. По уважительной причине у нас отсутствуют Скоробогатова Вера Игоревна, Лядов Евгений Валентинович, Ведрискас Виктор Йоза, Саядов Акиф Керимович и Забровская Белла Леонидовна. Кворум для проведения сегодняшнего заседания имеется. Первое заседание 7-й сессии Государственного совета Республики Коми 5-го созыва объявляю открытым. Уважаемые коллеги, на сегодняшнем заседании Государственного совета Республики Коми принимают участие. Сегодня в зале Госсовета помимо депутатов собрались руководители министерств и ведомств, представители федеральных структур, главы муниципалитетов, общественники, представители религиозных конфессий и другие видные деятели Коми. Такая представительная аудитория вполне объяснима. Доклад станет своеобразным посланием, в котором губернатор определит основные направления развития региона. Кстати, напомню, что о перспективных планах губернатор будет говорить только второй год. Первый отчет Вячеслав Гайзер представил в январе 2011-го. Тогда доклад длился 56 минут, к примеру. Именно тогда глава обозначил ключевые моменты в развитии региона. Это касалось и промышленности, и социальной сферы. Назову лишь несколько объявленных тогда направлений.
Усилиями правительства возобновится строительство санатория в Серегово. Начнется возведение этнопарка в селе Иб Сыктывдинского района, введение регионального материнского капитала, выдача ипотечных кредитов работникам бюджетной сферы на льготных условиях, обеспечение учеников начальных классов бесплатными обедами, возобновление внутренних авиарейсов. Сегодня уже смело можно говорить об успешной реализации этих планов. К примеру, по бесплатным завтракам только в нынешнем году из бюджета Коми выделено более 377 миллионов рублей, а региональным семейным капиталом уже воспользовались больше 4000 семей. Прошлогодний отчет занял 1 час и 40 минут. Причем начал свой доклад Вячеслав Гайзер с демографической статистики. В Коми впервые за 20 лет зафиксировали естественный прирост населения, и он сохраняется уже который год подряд. Во многом способствует положительной тенденции развития социальной сферы. В регионе активно строят школы, детские сады, и, скорее всего, сегодня Вячеслав Гайзер обозначит планы на этот год, ведь губернатор поставил цель ликвидировать очередность в дошкольные учреждения детей от 3 до 7 лет. Напомню еще, в связи с чем глава региона ежегодно выступает перед Госсоветом. 29 марта 2010 года президент России подписал федеральный закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов России. Согласно принятым изменениям, все руководители регионов должны ежегодно предоставлять законодательному собранию субъекта отчет о проделанной высшим исполнительным органом власти работе. В мае того же года на сессии Госсовета депутаты внесли соответствующую поправку и в Конституцию республики. Ну а теперь все внимание к тому, что происходит в Большом зале Государственного совета Коми. Сегодня бы исполнилось 70 лет Ивану Егоровичу Кулакову. Он был видным политическим и общественным деятелем Республики Коми, председателем Государственного совета. А для всех тех, кому посчастливилось работать с ним, в том числе и для депутатов Госсовета, Иван Егорович был учителем и наставником. И те традиции, которые были заложены им, мы продолжаем и сейчас. Уважаемые депутаты и приглашенные, на сегодняшнем заседании, помимо рассмотрения текущих вопросов, предусмотрен отчет главы Республики Коми о результатах деятельности правительства Республики Коми за 2013 год. Поэтому предлагаю установить особый порядок проведения данного заседания, отличный от предусмотренного регламентом. Вначале предлагается заслушать отчет главы Республики Коми о результатах деятельности правительства Республики Коми за 2013 год и принять постановление Государственного совета по отчету главы Республики Коми. Затем сделать перерыв на 20 минут и после перерыва рассмотреть текущие вопросы повестки дня. Уважаемые коллеги, если нет возражений, предлагаю проголосовать за данный порядок. Ставлю на голосование предложение об утверждении предложенного порядка проведения первого заседания 7-й сессии Государственного совета Республики Коми 5-го созыва. Решение принято. Уважаемые депутаты, переходим к отчету. Напоминаю, что в соответствии с регламентом Государственного совета обсуждение отчета не проводится. Вопросы временно исполняющим обязанности главы Республики Коми по отчету не задаются. Слово для отчета о результатах деятельности правительства Республики Коми за 2013 год предоставляется Вячеславу Михайловичу Гайзеру. Добрый день, дорогие товарищи. Педипуктана Войтер, уважаемые депутаты Государственного совета, гости и приглашенные. Думаю, справедливо будет сказать, что в этом году мой доклад должен носить итоговый характер, подводя черту под той работой, которая была проделана правительством республики и лично мной за время моего пребывания на посту высшего должностного лица республики. Поэтому позвольте мне озвучить итоги 2013 года и результаты решения задач за предыдущие 4 года работы. Я также отдельно обозначу основные направления работы правительства на 2014 год и среднесрочную перспективу. Минувший год был непростым, прежде всего в экономическом плане. Трудности, с которыми столкнулся мир, не обошли стороной как Россию в целом, так и нашу республику в частности. Однако смею заявить, что благодаря общим усилиям
и работе всех ветвей власти республики, всех ее жителей, мы не сдали позиций. Напротив, сегодня выполняются все социальные обязательства. По многим показателям республика уверенно движется вперед. При этом подчеркну, что не следует воспринимать существующую стабильность как само собой разумеющееся. Только планомерная и последовательная работа по сохранению устойчивости в экономическом секторе республики дает нам возможность активно развивать все сферы нашей жизни. Напомню, что в прошлом году я обозначал главной целью нашей работы обеспечение комфортного проживания граждан на всей территории республики. При этом я обозначал 3 основных проблемы, на решении которых мы должны были сосредоточиться в 2013 году. Это сфера ЖКХ, строительство жилья и дорог. Обо всем по порядку. Пожалуй, нужно начать с наиболее важной для каждого жителя республики темы ЖКХ. Правительство региона концентрирует свои усилия на обеспечении доступности услуг для потребителей и одновременно финансовой устойчивости ресурсоснабжающих предприятий. В 2010 году мы установили льготные тарифы на тепловую энергию для населения, проживающего в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, где стоимость гигакалории тепла была выше 2000 рублей. Такая льгота сегодня действует для жителей 119 населенных пунктов республики. Без поддержки республики этот тариф сегодня был бы выше в этих населенных пунктах более чем в 2 раза. Из республиканского бюджета на приобретение топлива для организации коммунального хозяйства, коммунального комплекса, а также на возмещение возникающих убытков ресурсоснабжающих организаций за 4 года было выделено субсидий почти 6 миллиардов рублей. По сравнению с уровнем коммунальных платежей декабря 2012 года, в прошлом году мы не допустили неконтролируемого роста платы граждан за коммунальные услуги. Как и планировалось, в среднегодовом исчислении он составил не более 6%. В целях контроля за соблюдением управляющими и ресурсоснабжающими организациями порядка начисления платы за ЖКУ была организована рабочая группа с участием прокуратуры. Развернута работа по информированию населения о принимаемых республиканской и муниципальными властями решений в сфере ЖКХ. Был сделан упор на повышение уровня самосознания граждан и общественного контроля в коммунальной сфере. Сегодня любой житель может получить ответы на интересующие его вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами и предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Считаю, что каждый гражданин должен четко знать, куда он может обратиться с жалобой на нерадивых коммунальщиков и получить помощь в защите своих законных прав. Среди таких организаций необходимо отметить Государственную жилищную инспекцию республики, которая по итогам 2013 года вошла в 5 лучших в Российской Федерации. За прошлый год специалистами инспекции было проведено 2454 проверки. Из них более 2000 внеплановых. В среднем каждый дом в республике в течение прошлого года был проверен 3 раза. Выявлено почти 22 тысячи нарушений требований закона в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Самое важное, что такими проверками выбивается чувство безнаказанности и халатная доля ответственных за порядок ЖКХ. К административной ответственности в виде штрафа было привлечено 92 юридических лица и 300 должностных лиц. По итогам 2013 года общая сумма штрафов составила более 5 миллионов рублей. Не оставлены без внимания и современные способы коммуникации. Был создан интернет-портал Коми ЖКХ. Онлайн-сервис позволяет публиковать жалобы, предложения граждан по качеству обслуживания и напрямую общаться с руководителями управляющих компаний. Жители республики могут контролировать эту работу через Центр ЖКХ-контроль, созданный при Общественной палате. Хочу заметить, что информируя и просвещая граждан в области вопросов ЖКХ, власть формирует самого объективного и беспристрастного помощника в деле наведения порядка в отрасли. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к депутатам с просьбой вести с людьми самую активную разъяснительную работу, сообщать людям о существующих инструментах воздействия на коммунальщиков. Это особенно важно с учетом того, что правительство региона вкладывает существенные средства в модернизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Особое внимание мы уделяли и уделяем капитальному ремонту многоквартирных домов. Общий объем финансирования республиканской адресной программы капремонта в 2013 году составил 264,5 миллиона рублей. На эти средства в 14 муниципалитетах было отремонтировано 116 многоквартирных домов, в которых проживает почти 10 тысяч человек. Всего же за 4 года более 1,4 миллиарда рублей направлено на капитальный ремонт 827 многоквартирных домов. Таким образом, были улучшены условия проживания 74 тысяч человек. Всего с 2010 года в адресных программах капремонта многоквартирных домов приняли участие 19 муниципалитетов. Так, к примеру, в Усть-Лымском районе было отремонтировано 80 многоквартирных домов, в Сыктывдинском 128, в Княжпогосском 149, в Сосногорском также 149 домов. С этого года федеральный закон возлагает бремя финансирования капремонта на собственников квартир. На федеральном уровне, вы знаете, была установлена средняя сумма взносов от 6 до 9 рублей за квадратный метр жилплощади. Однако у себя в республике мы приняли решение на сегодняшний день об установлении взносов на уровне 2-2,5 рубля за квадратный метр. Бюджет республики до 2016 года взял на себя компенсацию соответствующих расходов на сумму 180 миллионов рублей. Кроме того, на эти цели будут использованы и средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. Наша главная задача – защитить жителей в процессе перехода на новые принципы оплаты капитального ремонта. Крайне важно, чтобы каждый собственник за это время досконально разобрался в механизме этих процессов, полностью понимая, куда и на что идут уплаченные деньги. Сегодня можно констатировать, что в нашем регионе установлен один из самых низких в России размеров взноса на капитальный ремонт жилья. Мы ставили перед собой задачу переломить застой в области жилищного строительства. Докладываю, по сравнению с 2012 годом, уже в прошлом году жилья было построено на 63% больше. Это существенно больше, чем в любой из предыдущих 4 лет. К решению жилищных проблем граждан мы подходим с точки зрения их жизненных обстоятельств, их желаний и возможностей тем или иным способом решать свои проблемы. Мы оказываем различную помощь в улучшении жилищных условий граждан. Так, например, в 2013 году были предоставлены социальные выплаты инвалидам на обеспечение жильем на сумму 22,6 миллиона рублей. 14 семей смогли улучшить свои жилищные условия. 25 семей получили социальные выплаты на переселение из признанных закрывающимися населенных пунктов. На это было направлено 40,1 миллиона рублей. В целом же за 4 года в рамках этих мероприятий улучшили жилищные условия 197 семей. Объем финансирования общий составил 271,4 миллиона. Построенные в конце прошлого года дома завершается переселение 93 семей из закрывающейся Поинги Сыктывдинского района. Оставшиеся 11 семей будут переселены в текущем году. В 2013 году 224 семьи обеспечены жильем в рамках программы переселения из районов Крайнего Севера. 8 семей граждан, участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, и 1 семья как вынужденные переселенцы. За 4 года по данным направлениям было выдано сертификатом 1246 семьям. Следующая форма поддержки – это возмещение 2/3 части затрат на уплату процентов по жилищным кредитам. Сегодня 3404 заемщика пользуются в республике этим правом на получение государственной поддержки. В 2012 году была введена новая поддержка бюджетников в виде первоначального взноса при получении жилищного кредита. Всего с начала выплат поддержку получили 36 граждан, из которых 24 человека в прошлом году. 156 семей бюджетников в 2013 году воспользовались правом приобретения жилья по программе, которая более известна как евроипотека. С начала реализации программы 195 участникам предоставлено право приобретения квартиры у оператора программы с рассрочкой платежа на льготных условиях. Буквально месяц назад я сам посетил строящийся 9-этажный дом по улице Орджоникидзе в Сыктывкаре. Половина квартир под передачу участникам евроипотеки была выкуплена еще на стадии котлована. Это хороший проект, сам убедился.
Считаю, что инвестирование в рамках программы строительства домов на нулевом цикле – это отличный способ сэкономить на ежемесячном платеже по кредиту, получив при этом квартиру в новострое. В 2013 году 93 молодые семьи получили поддержку в виде социальной выплаты. Всего за 4 года в рамках соответствующей программы улучшились жилищные условия 347 семей. Особую поддержку мы оказываем молодым семьям и специалистам, проживающим в сельской местности. В 2013 году 30 семей улучшили свои жилищные условия. Всего за минувшие 4 года улучшены жилищные условия по этому направлению 103 семьи. Наши успехи были замечены и на федеральном уровне в этой связи. За период реализации федеральной программы социального развития села Республика Коми была признана Минсельхозом России одним из лидеров по темпам ввода жилья на селе и заняла 3-е место среди регионов Северо-Западного федерального округа. А по выполнению запланированного на 2013 год показателя заняла 2-е место среди регионов Российской Федерации после Тамбовской области. Начиная с 2011 года мы оказываем финансовую поддержку семьям на селе, которые построили свои дома на 50%. В 2013 году такая помощь была оказана 143 семьям. В целом, за весь период действия господдержки 455 семьям. Общая сумма господдержки составила 148 миллионов. 48 семей получили поддержку при рождении или усыновлении 2-го ребенка и последующих детей. Им предоставлена компенсация на погашение части жилищного кредита. Всего такая помощь за 4 года была оказана 105 семьям. 242 человека из числа детей-сирот обеспечены жилыми помещениями в прошлом году. За 4 года 656 детей-сирот были обеспечены жильем. Но, конечно, здесь еще остаются нерешенные проблемы. Мы также с особым вниманием подходим к улучшению условий проживания участников Великой Отечественной войны. За 4 года 740 ветеранов получили выплаты на улучшение жилищных условий, в том числе 48 ветеранов в 2013 году. Докладываю, что сегодня в республике все ставшие на учет до 1 января 2013 года ветераны Великой Отечественной войны обеспечены жильем. Для переселения граждан из аварийного жилья строятся новые дома. Только в 2013 году в рамках 3 республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда построено и введено в эксплуатацию 16 многоквартирных домов. По 3 дома на территории Сыктывкара, Прилузского и Кнешпогосского районов, 2 дома на территории Сыктывдинского и по 1 многоквартирному дому на территории Ижемского, Троицко-Печорского, Усть-Вымского районов, в Ухте и Усинске. В эти дома переселено 504 человека из 32 аварийных домов. И в настоящее время переселяются 379 граждан из 27 аварийных домов. В течение 4 лет было переселено из аварийных домов 2004 человека. Отдельно стоит сказать о пилотном проекте по квартальной застройке под названием «Городская среда Сыктывкара. Развитие застроенных территорий». Напомню, что согласно программе будет произведен поэтапный снос ветхих двухэтажных домов по Октябрьскому проспекту и прилегающим к нему улицам и строительству на их месте современных многоэтажных домов. На сегодняшний день уже сделан свод количества граждан и площадей занимаемых ими квартир. Эскизное предложение прошло процедуру общественного слушания, существенных нареканий со стороны жителей не вызвало. Подводя итог, скажу, что в 2013 году с участием средств бюджета мы улучшили жилищные условия 1900 семьям. За 4 года это почти 7500 семей. Сумма за прошлый год составила 1,8 миллиарда рублей, а в целом за 4 года более 7,6 миллиардов рублей. В целях улучшения ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве проводится работа по совершенствованию и модернизации инфраструктуры ЖКХ. В 2013 году на эти цели отраслевыми предприятиями потрачено более 600 миллионов рублей. Во время подготовки к зиме заменено 47 километров ветхих тепловых сетей, ветхих водопроводных сетей более 60 километров и 279 километров ветхих электрических сетей. Капитально отремонтированы 47 котлоагрегатов, произведена замена 99 старых неэкономичных котлов на 78 современных.
За 4 года было заменено более 189 километров ветхих тепловых сетей, 216 километров ветхих водопроводных сетей, более 594 километров ветхих электрических сетей. Большой объем работ по замене отмечу по городским округам Ухта, Сыктывкар, Воркута, а также по районам Сыктывдинский, Усть-Илымский и Сысольский. Решая вопросы модернизации инфраструктуры, мы идем по пути оптимизации эксплуатации инженерных систем. В частности, в 2013 году в рамках реализации инвестиционной программы Коми-тепловой компании было закрыто 12 неэффективных котельных в 7 сельских районах. Переведено на альтернативное отопление 17 объектов жилищного фонда. Экономический эффект при этом составил 31,7 миллиона рублей. За минувшие 4 года количество неэффективных котельных сократилось в республике на 47 единиц, в том числе по программе Коми-тепловой компании закрыто 32 нерентабельных котельных. И только по этим 32 котельным экономический эффект от закрытия составил 105 миллионов рублей. Ушедший год стал плодотворным и в другой, не менее важной стратегической сфере – развитие дорожной инфраструктуры. На эти цели было направлено 4,9 миллиарда рублей. Введено в эксплуатацию 99 километров новых автодорог. Это самый высокий объем ввода автомобильных дорог за последние 10 лет. Всего за 4 года на дорожную деятельность было направлено 16 миллиардов 222 миллиона рублей. Самое значимое достижение – ввод в эксплуатацию 2 новых участков на отрезке автодороги Керки-Малая Пера общей протяженностью 61,3 километра. Это обеспечило круглогодичное автосообщение жителей Сосногорского, Ижевского и Усть-Илымского районов. В будущем этот отрезок дороги станет частью автомагистрали Сыктывкар-Нарьян-Мар. Ввод этого участка дороги для многих грузоперевозчиков и автолюбителей означает также прощание с так называемым серпантином. Каждый водитель, побывавший там, вспоминает эту дорогу как страшный сон. К счастью, серпантин стал достоянием истории. За счет сдачи 34 километров дороги между поселками Вижайка и Волжский в направлении Айкино-Кослан сделана важная часть дорожных работ по созданию устойчивого сообщения между Удорой и столицей республики. Отдельно коснусь темы мостов. За 4 года введено в эксплуатацию 15 мостов. И только в прошлом году введено из них 10, из которых хотелось бы отметить 2 особо значимых капитальных сооружения. Мост через реку Ачум в Книшпогосском районе и мост через реку Прут в Усть-Куловском районе. В 2013 году почти 2 миллиарда рублей было направлено на содержание и ремонт действующих автомобильных дорог регионального значения протяженностью 4,8 тысячи километров и искусственных сооружений на них. За 4-летний период отремонтировано, в том числе капитально, 316 километров региональных автодорог общего пользования. На эти цели было направлено 6,4 миллиарда рублей. За 4 года на субсидирование дорожной деятельности муниципалитетов республика выделила 1,8 миллиарда рублей. Порядка 170 миллионов в прошлом году ушло в 19 муниципалитетов на ремонт 190 дворовых территорий, многоквартирных домов и 103 проездов к ним. Таким образом, было облагорожено без малого 160 тысяч квадратных метров дворов. В прошлом году мы впервые приступили к проектированию и строительству подъездов к сельским населенным пунктам. На эти цели также были выделены субсидии и построены подъезды к Подъезжску в Каркировском районе и деревне Юль в Ижемском районе. В этом году мы продолжим эту практику. В 2013 году мы продолжили начатую нами ранее работу по развитию транспортного комплекса республики. Одним из инструментов достижения этих целей является поддержка транспортных предприятий. В минувшем году мы направили на это почти 247 миллионов, а за 4 года почти 522 миллиона рублей. Нашим важным достижением является приобретение в 2013 году 3 новых самолетов Л-410 авиакомпании Комиатранс под гарантией правительства республики. Малая вместимость, экономичность, возможность эксплуатации в районах Крайнего Севера делают эти самолеты практически идеальными для выполнения в республике местных авиаперевозок, но при этом они себя вполне оправдывают и на межрегиональных пассажирских перевозках. Скажу, что в целом нам удалось сохранить социально значимые, но не рентабельные внутрирегиональные пассажирские перевозки на всех видах
транспорта. Более того, введены новые маршруты по приемлемым ценам. Организованы внутрирегиональные пассажирские рейсы Комиатранса из Сыктывкара в Ухту, Воркуту, Усинск, Печору, Уссыльму, Вуктыл и Инту. Расширена межрегиональная маршрутная сеть. Сегодня из Сыктывкара можно долететь до Перми, Казани и Нижнего Новгорода напрямую. В итоге с 13 до 34 в неделю увеличилось количество авиарейсов, выполняемых на территории республики. Активно отстаивая свои интересы на федеральном уровне, мы добились субсидирования межрегиональных авиаперевозок на маршрутах Сыктывкар-Казань, Сыктывкар-Пермь-Челябинск. Продолжена работа по организации пассажирских муниципальных и межмуниципальных водных перевозок по реке Печора. Охват составил 5 районов. Вуктыльский, Уссыльмский, Ижемский, Печору и Усинск. Это стало возможным за счет приобретения в 2012 году и принадлежащих региональной транспортной компании 5 новых катеров КС-110, которыми только в навигацию прошлого года было перевезено около 82 тысяч человек, включая Вуктыльскую переправу. На стадии изготовления находится 3 самоходных грузопассажирских паромов, которые станут решением проблемы переправ в Княжпогосском, Вуктыльском районах, а также на переправе через Печору, которая свяжет Ижемский и Уссыльмский район. Еще один паром уже изготовлен для Уссыльма и находится в стадии транспортировки и ввода в эксплуатацию в этом году в наступающую навигацию. Минувший год был непростым в плане работы с РЖД. Правительство республики концентрировало усилия на решение проблем доступности железнодорожного транспорта. В ходе взаимодействия с компаниями-перевозчиками были достигнуты договоренности о сохранении курсирования поездов на маршрутах Сосногорск-Троицко-Печорск и Сыктывкар-Кослан. В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве между правительством республики и компанией «Транскласс-сервис» в прошлом году было приобретено 20 новых вагонов повышенной комфортности для оснащения поезда Москва-Воркута. В целом, с целью обновления парка, федеральной пассажирской компании было поставлено 40 вагонов постройки до 2010 года. В целом, правительство республики выполнило взятые на себя обязательства по развитию транспортной инфраструктуры. Ключевым двигателем всех процессов жизни республики является экономика. Этому будет посвящен следующий раздел моего доклада. Еще раз хочу подчеркнуть, что ушедший год был не самым простым в этом плане. Но результаты, которые мы имеем в этом ушедшем году, дают нам право говорить о том, что мы преодолеваем трудности с достоинством. Не все регионы, включая те, что считаются традиционно стабильными и обеспеченными, готовы похвастать ростом большинства экономических показателей. Индекс промышленного производства за 2013 год по сравнению с 2010 годом составил 109,9%. В 2013 году было добыто на территории республики 13,8 миллиона тонн нефти, 3,4 миллиарда кубов газа, заготовлено 5,6 миллионов кубических метров древесины. Объем нефти для переработки составил в минувшем году 5,4 миллиона тонн. В стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года одной из главных целей мы определили формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в регионе и 4 года планомерно работали над этим. Для стимулирования инвестиционной деятельности мы ввели практику предоставления инвестиционного налогового кредита, налоговых льгот, республиканских госгарантий. Мы стали субсидировать инвестиционные затраты. По оценкам, в 2013 году общая сумма государственной поддержки составила более 1,2 миллиардов рублей. А в целом за 4 года финансовая поддержка инвесторов составила более 6,4 миллиарда рублей. Мы способствуем продвижению инвестиционных проектов при помощи включения их в федеральный перечень приоритетных проектов в области освоения лесов. Для примера, это такие проекты, как СТЭП, МОНДИ, Сыктывкарский ЛПК, Сыктывкарский промкомбинат, лесозавод номер 1 в Казлуке, Печора энергоресурсы Азиум в Троицко-Печорске, Луза-лес в Прилузе. О некоторых из них я расскажу далее. Еще одно начинание – это создание регионального перечня проектов государственно-частного партнерства. В 2013 году в него уже вошло 10 пилотных инвестиционных проектов в сфере социальной и дорожной инфраструктуры. Наиболее проработанный из них – это проект по строительству пансионата для проживания пожилых людей в поселке Максаковка.
До конца этого года данный объект мы уже введем в эксплуатацию. Следует отметить, что в 2013 году в республике произошло снижение объемов инвестиций. Однако это связано с завершением строительства системы магистральных газопроводов Баваненково-Ухта-Торжок, который обеспечивал существенную часть инвестиционных вложений. Завершение реализации этого и других проектов компании «Газпром» привело к определенному снижению объема инвестиций не только в нашей республике, но и в северо-западном регионе и в целом в Российской Федерации. Тем не менее, в республику приходят новые инвесторы. Так, нефтяная компания Shell начала в минувшем году выполнение лицензионного соглашения и уже в рамках договора о социальном партнерстве оказала помощь в Воркуте. Зато свой позитивный вклад в рост инвестиционной активности внесли другие отрасли. И это для нас, наверное, самое ценное. Добывающая промышленность, деревообработка, химическое производство и машиностроение. В 2013 году общий объем инвестиций, привлеченных в экономику региона, в отличие от очень многих других субъектов Российской Федерации, где объем инвестиций был либо нулевой, либо отрицательный, у нас же он составил около 180 миллиардов рублей. За 4 года в экономику республики было привлечено более 700 миллиардов рублей инвестиций. В этот период была завершена реализация более 100 крупных и средних проектов. По оценке, за 4 года в разных отраслях и сферах деятельности было создано 6,2 тысячи рабочих мест в республике. Новых рабочих мест. Ведущие международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody's подтверждают высокую степень инвестиционной привлекательности нашей республики. За весь период экономического кризиса республика только приросла капиталовложениями извне. И это доказывает практика. В республике продолжается реализация инвестиционных проектов в разных видах экономической деятельности. Остановлюсь на некоторых из них. В угольной отрасли наблюдается стабилизация производственных показателей. Так, компанией «Воркута-Уголь» в 2013 году было инвестировано 7,5 миллиардов рублей. Из них на модернизацию производства 5,2 миллиарда рублей. Предприятие практически запустило при шахте «Северная» уникальную для условий Заполярья газопоршневую теплоэлектростанцию, работающую на шахтном метане. Это позволит снизить затраты предприятия на тепло и электроэнергию. Завершен первый этап модернизации обогатительной фабрики «Печорская». Переработка горной массы увеличилась на 2 миллиона тонн. В перспективе промышленное освоение шахтных полей номер 1 и номер 3 Усинского месторождения коксующегося угля крупными недропользователями. В настоящее время идутся работы по постановке запасов угля на государственный баланс. Компания «Интауголь» в ушедшем году проводила модернизацию производства, расширяла рынок сбыта угольной продукции. Несмотря на проблемы, связанные с проходкой новой лавы, добыча не упала ниже уровня 1,8 миллионов тонн и сейчас активно наращивается. Цель модернизации остается прежней. Добыча должна вырасти до 3 миллионов тонн. В горнорудной отрасли республики особых успехов достигла компания «Боксит Тимана», которая является дочерним предприятием объединенной компании «Русал». Рост уровня добычи бокситовой руды в прошлом году увеличился на 43,5%. Одной из приоритетных задач для правительства в 2013 году я определял увеличение инвестиций в геологоразведку на территории республики. Докладываю, что объем финансирования геологоразведочных работ в 2013 году по оценке составляет 8,4 миллиарда рублей. Это в 1,8 раза превышает данный показатель 2010 года и на 9% превышает уровень 2012 года. Кроме того, значительно улучшены показатели по привлечению федерального финансирования геологоразведочных работ. Данный показатель, это 182,5 миллиона рублей, превышает на 78% уровень 2010 года и на 37% уровень 2012 года. В 2013 году продолжалась реализация проектов строительства системы магистральных газопроводов Баваненково-Ухта, Ухта-Торжок. Были построены 5 компрессорных станций на участке Баваненково-Ухта и 2 на газопроводе Ухта-Торжок. Всего за период реализации этих проектов на территории республики создано свыше 1500 новых рабочих мест, из которых 523 в 2013 году. В 2013 году Ухтинский экспериментально-механический завод модернизировал свою техническую базу и увеличил долю выпуска новой техники. Были подготовлены к производству 4 новые модели утилизаторов тепла.
В лесоперерабатывающей промышленности также наблюдается положительная динамика. В Троицко-Печорске предприятие «Печора-Энергоресурс» создает производство по инновационной глубокой переработке древесины. И в сентябре 2013 года был произведен технологический пуск производственных участков по лесопилению и сушке пиломатериалов, выпуску древесных топливных гранул и хвойного масла для парфюмерной промышленности. Также в Троицко-Печорске воплощается в жизнь инвестиционный проект предприятия «Азимут» по созданию производства глубокой переработки древесины. В 2012 году была завершена первая стадия реализации проекта. Завод по производству конструктивных элементов деревянного домостроения под общим названием «Лесозавод номер 1» был запущен в августе прошлого года в поселке Казлук Уйсумского района. На 30% по сравнению с 2012 годом возросли инвестиции в модернизацию технологического оборудования и увеличение производственных мощностей Сыктывкарского фанерного завода. В 2013 году был реализован инвестпроект по модернизации лесоперерабатывающей инфраструктуры предприятия «Лузалес» в поселке Киджавич Прилузского района. Внедрено высокотехнологичное оборудование по производству пиломатериалов, а также по утилизации древесных отходов по выработке тепловой энергии. В целом, получение тепла и электричества из отходов лесопереработки, биоэнергетика – это одно из самых перспективных направлений лесопромышленного комплекса республики. В 2013-м 3 хозяйствующим субъектам в Сыктывкаре, Троицко-Печорске и Усвиме были предоставлены субсидии в размере 3,7 миллиона рублей на создание биотопливного производства, что позволило привлечь почти 26 миллионов рублей частных инвестиций. Мощности по производству зеленого топлива увеличены на 19 тысяч тонн в год. Кроме того, в начале текущего года было запущено аналогичное производство в Усть-Куломе. Мы поддерживаем развитие биоэнергетики, благодаря чему лесопромышленные компании строят в республике генерирующие мощности. Севлеспил реализует проект по строительству теплоэлектростанции, работающей на собственных древесных отходах. Биоэнергетическая компания строит теплоэлектростанцию аналогичного типа в Сыктывкаре, которая будет с пользой утилизировать отходы производства с нашумевшей свалки Сыктывкарского ЛДК и решит многолетние проблемы с экологией в этом районе. В целом, экологическая составляющая становится важным фактором при реализации новых инвестпроектов. Правительство республики уделяет отдельное внимание вопросам экологической безопасности производства. Общий объем финансирования целевых программ по этому направлению составляет более 905 миллионов рублей. Было начато строительство 7 полигонов и площадок хранения твердых бытовых отходов, ликвидировано и рекультивировано 23 свалки. В 2013 году завершено строительство площадки складирования и временного хранения древесных отходов в Аджироне. Разработана проектная документация 24 полигонов и площадок хранения ТБО для строительства в районах. Была внедрена в эксплуатацию информационно-аналитическая система нефтеразлива, которая обеспечивает взаимодействие предприятий и оперативных служб при разливах нефти и решает задачи экологического мониторинга. Уже в этом году для оперативного обнаружения аварийных разливов нефти будет использоваться легкомоторный самолет «Цесна». В прошлом году состоялись общественные слушания проекта по нормализации радиационной обстановки в поселке Водный. Весь проект реабилитации земель получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Федерального медико-биологического агентства Минздрава России. Но справедливо, что проект вызывает широкий общественный резонанс. Сегодня люди абсолютно правильно беспокоятся за свою среду жизни и питания. И хочу сегодня ответственно заявить, что проект не начнет реализовываться до тех пор, пока не будут сняты все вопросы, и в первую очередь те, что волнуют общественников. Поэтому суть и детали проекта будут проверяться совместно с жителями поселка Водный и Ухты до полного исчерпания всех сомнений и вопросов. И как только все осознают безопасность плана, только тогда начнется его реализация. Прошедший год был объявлен президентом России годом охраны окружающей среды. Проведенные в республике мероприятия показали высокую гражданскую активность людей, их неравнодушное отношение к природе. Более 92 тысяч человек приняли участие в природоохранных мероприятиях и экологических акциях. Хочется отметить активную позицию общественных экологических организаций, таких как экологи Коми и Комитет спасения Печоры.
Нам очень важно получать обратную связь от населения по самым актуальным экологическим проблемам. Общественные организации вносят весомый вклад в экологическое просвещение и воспитание населения. Подчеркну и важность исследовательских работ Комикрая, который ведет отделение Русского географического общества. В практическом плане обнадеживают успехи инновационного проекта «Модельный лес Прилузия». Это единственная территория в Российской Федерации с таким статусом. Содействуя реализации проекта в экономическом секторе, мы попутно готовим фундамент для решения узла проблем, связанных с занятостью населения. Уровень зарегистрированной безработицы в республике продолжает снижаться. В 2013 году в среднем по республике этот показатель составил 1,3%. Это 6564 человека. Уровень занятости населения растет и составляет к настоящему моменту более 67%. Другим способом решения вопроса трудоустройства населения мы считаем реализацию комплекса мер, направленных на организацию самозанятости населения. Была продолжена работа гарантийного фонда. За 2013 год было выдано 34 поручительства на сумму 81,3 миллиона рублей. С начала деятельности на 190,4 миллиона рублей было выдано 79 поручительств. Общая сумма кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства под поручительство фонда с начала его работы, составляет почти 538 миллионов, в том числе в 2013 году 237,4 миллиона рублей. Микрофинансовая организация выдала в минувшем году 41 микрозайм на сумму почти 19 миллионов рублей. В 2013 году был создан Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике, общественные приемные которого действуют во всех муниципальных образованиях республики. Нами оказывается софинансирование расходов органов местного самоуправления на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. За 2013 год финансовая поддержка была оказана 445 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 106 миллионов рублей. А за 4 года поддержку получили почти 1300 субъектов на сумму 280 миллионов. В контексте поддержки малого и среднего бизнеса хочу обратить внимание на решение вопросов занятости на селе. Первостепенная задача – поддержка тех людей, которые желают оставаться на своей земле и вести хозяйство, которые знают толк в своем деле. И мы наращиваем объемы этой поддержки. Так, в прошлом году целевые расходы из республиканского бюджета на развитие села достигли 1,13 миллиардов рублей. За 4 же года эта сумма составила 3,9 миллиарда рублей. Сегодня мы субсидируем продукцию животноводства, покупку кормов, поддерживаем племенное животноводство, малые формы хозяйственности, северное оленеводство, аквакультуру и рыболовство. Значительные усилия в рамках развития отрасли в прошлом году были направлены на реконструкцию и возведение новых производственных объектов, техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства. В 2013 году инвестиционная поддержка достигла почти 278 миллионов рублей. К примеру, в прошлом году субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих помещений выросли на четверть по отношению к 2012 году и достигли почти 58 миллионов. В результате в прошлом году строились и реконструировались помещения для крупного рогатого скота вместимостью 1200 голов. Было построено 4 фермы для крупного рогатого скота. Новых имеется в виду. Примером развития может также послужить открытая осенью прошлого года овчарня в селе Коровий ручей Усть-Сынымского района. Помещение фермы может вмещать в себя 500 голов уникальной печорской породы. Из республиканского бюджета на это было выделено 16,8 миллиона рублей. Сам объект оценивается в 18,7 миллиона. Из средств федерального и республиканского бюджета в прошлом году была оказана поддержка в реализации 3 проектов строительства семейных животноводческих ферм на 22,1 миллиона рублей. На поддержку 5 проектов начинающих фермеров выделено 5,4 миллиона. Всего за 2 года действия федеральных программ на эти цели было направлено 37,3 миллиона рублей. Наметились позитивные тенденции в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. За 4 года было реализовано 23 проекта по переработке, в том числе 8 в прошлом году. Продолжают наращиваться мощности по производству мяса и молочной продукции. Динамично развивается и рыбохозяйственный комплекс республики.
Объемы производства товарной рыбы только за последние 2 года увеличились в 1,5 раза. Завершено создание полносистемного рыбоводного хозяйства на водоеме охладителей Печорской ГРЭС. Построен и оснащен пункт по воспроизводству рыбы в селе Еремеево Троицко-Печорского района, ориентированный на воспроизводство и зарыбление рек Молодюсига и Хариуса. Установлена понтонно-садковая линия в Сосногорском районе. 2-й год подряд набирает обороты проект по продвижению продукции местных товаропроизводителей «Выбирай наше». Сегодня его участниками являются уже 55 сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 2013 году в рамках проекта создана электронная торговая площадка, интернет-сайт «Комиферма». Любой производитель республики может проинформировать покупателя о возможностях поставок своей продукции. Хочу в качестве ремарки отметить, что сам, кстати, являюсь пользователем этого ресурса Комифермы и на собственном примере убедился, насколько это удобный проект жизни. Важно, что приобретаемые продукты произведены в родной республике. Как показывают результаты мониторингов, жители республики голосуют рублем в пользу местной продукции. Наши люди выбирают качественную и экологически безопасную продукцию. Тонкой темой для всех нас является рост цен на продукты питания. В течение 2013 года ценовая ситуация на продовольственном рынке республики оставалась стабильной. Нам удалось не допустить неконтролируемого всплеска цен. Во многом за счет оперативного и своевременного увеличения объема государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. И в итоге среди 11 субъектов Северо-Запада Республика Коми занимает лишь 8-е место по итогам года по темпам роста цен на продовольственном рынке. Резкий скачок цен на куриное яйцо, произошедший в стране в конце прошлого года, как мы все помним, в республике превентивно удалось сгладить. Весной 2013 года нами было выделено 30 миллионов рублей дополнительной поддержки для птицеводства яичного направления на поддержку птицефабрик Интыс Активдинского района. В качестве сопутствующих мер было привлечено 28,9 миллиона рублей федеральных средств на возмещение части затрат, связанных с удорожанием приобретенных кормов для производства свинины, мяса птицы и яиц. Для решения проблем, связанных с ростом цен на комбикорма для крупного рогатого скота, осенью дополнительно было выделено 13,7 миллиона рублей для увеличения на треть ставок субсидий на комбикорма, чтобы частично компенсировать расходы на их приобретение. За 4 года объем поддержки субсидий на комбикорма составил 441 миллион рублей, что позволило повысить и продуктивность крупного рогатого скота, и объемы производства молока. При решении вопросов стратегического развития республики мы руководствуемся комплексным подходом. Осуществляя прогресс в экономике, поддерживая и модернизируя транспортную систему, необходимо наперед думать о развитии здравоохранения, образования и социальной инфраструктуры. Благодаря существенным инвестициям государства в здравоохранение удалось увеличить рождаемость и продолжительность жизни наших жителей. Начиная с 2011 года сохраняется устойчивая тенденция естественного прироста населения в республике. За 3 года этот прирост составил почти 5000 человек. До этого в течение 20 лет не удавалось преодолеть естественные потери. За 4 года удалось добиться положительных показателей по рождению вторых, третьих и последующих детей. Расходы республиканского бюджета на здравоохранение в 2013 году составили 10,7 миллиарда рублей. За 4 же минувших года они составили 37,8 миллиарда рублей с учетом средств федерального бюджета и средств ФОМСа. Повышение качества медицинских услуг и рост доступности медицины, а это особо важно для отдаленных и труднодоступных территорий, является одной из важнейших задач, проводимой в регионе работы по модернизации здравоохранения. В полную силу в это время заработали сельские межрайонные центры в Сысольском, Усть-Куломском, Усвымском и Ижемском районах, межтерриториальные центры в городах Сыктывкар, Ухта, Печора и Воркута. Каждый из нас понимает, что здоровье наших детей – это наше общее будущее. Будущее каждого региона и страны. Это неоднократно подчеркивал и президент России Владимир Владимирович Путин. Отмечу, что за последние 4 года существенная часть всех средств программы модернизации здравоохранения республики была направлена именно на преобразование сферы детского здравоохранения. Возросли возможности для диагностики и лечения.
Только за прошлый год более чем на 10% сократился уровень детской смертности. Улучшились условия пребывания маленьких пациентов и их мам в больницах и поликлиниках. Мы первыми в России начали использовать мобильные диагностические центры, в которых было за это время закуплено 5 комплексов за прошедшие 4 года. В республике активно развивается система телемедицинского консультирования, что позволяет существенно расширить географию получения пациентами наиболее квалифицированной медицинской помощи. Произошло переоснащение службы скорой медицинской помощи современным санитарным автотранспортом. Всего в 2013 году было приобретено 118 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Кроме того, было приобретено передвижных 6 флюорографов и 2 маммографа и еще 1 диагностический комплекс. Всего же за 4 года было приобретено 151 единица автотранспорта для медицины в целом. В последующие годы работа в этом направлении будет продолжена. К сожалению, сегодня на дорогах республики складывается тревожная ситуация. Мы усовершенствуем медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. На это в 2013 году было привлечено более 200 миллионов рублей из федерального бюджета. Республика потрачена более 50 миллионов рублей за 2013 год и 65 миллионов рублей за последние 4 года на эти цели. В настоящее время в учреждениях здравоохранения республики организованы травматологические центры, проводятся капитальные ремонты объектов здравоохранения, на базе которых организована медицинская помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Ведется работа по формированию здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний. В 2013 году для развития этого направления поступило 25,6 миллиона рублей федеральных субсидий. За 4 года было вложено 65 миллионов рублей федерального и республиканских бюджетов. Безусловно, долгожданным событием для сельчан является ввод в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов. Строительство 21 такого объекта осуществлялось в течение 2013 года. Завершены же были строительные работы на 14 объектах. Возведение еще 7 ФАПов будет завершено во втором квартале 2014 года. И, соответственно, ввод их в эксплуатацию в этом году. Продолжится реализация программы «Земской доктор». Всего за период ее реализации подъемная, это 1 миллион рублей для врачей, 350 тысяч для специалистов со средним медицинским образованием, получили 93 врача и 15 средних медицинских работников, прибывших для трудоустройства на село. Повысилась обеспеченность врачами сельских учреждений здравоохранения. 13 фельдшерско-акушерских пунктов были укомплектованы медицинскими работниками после длительного периода их отсутствия, в том числе в 2013 году в 5 ФАПах. За 4-летний период было отремонтировано в целом более 400 объектов здравоохранения. Построено и реконструировано 30 новых объектов. В течение последних 4 лет было приобретено более 4300 единиц оборудования. Это и ангиографы, маммографы, флюорографы, видеоэндоскопическое и ультразвуковое оборудование, магнитно-резонансные и компьютерные томографы. Приобретен томограф с уникальными возможностями для диагностики патологии сердца. Закуплены более сотни аппаратов искусственной вентиляции легких, в том числе для выхаживания маловесных младенцев, инкубаторы для недоношенных детей. Уверен, что все предпринимаемые меры непременно скажутся на повышении качества и доступности медицинской помощи. В целом, улучшение социальной инфраструктуры – одна из главнейших задач по созданию комфортных условий проживания в республике, повышение градуса позитивного социального самочувствия. И в этом смысле все, что направлено на развитие наших детей, играет первостепенную роль. За 3 года на проект модернизации системы общего образования за счет средств федерального и республиканского бюджета было выделено более 2,7 миллиарда рублей. За 4 года было построено 12 школ в сельских районах республики. В том числе 2 школы в 2013 году. Это начальная школа, детский сад Муелдина и школа в селе Замежно. В 2013 году было приобретено 30 школьных автобусов на замену тех, что не соответствуют ГОСТу. За 4 же года в целом было приобретено 85 школьных автобусов, которые ушли в 18 муниципальных образований. Был существенно обновлен парк школьных автобусов в Усть-Кулонском, Сыктывдинском, Прилуцком, Каркировском, Сысольском, Усыновском и Усть-Слымском районах.
2013 году было приобретено 380 комплектов лабораторного оборудования в кабинеты химии и биологии, более 4000 единиц спортивного инвентаря, 77 комплектов медицинского оборудования для 8 муниципальных образований. Была организована поставка 1770 единиц технологического оборудования для оснащения школьных столовых. За 4-летний период закуплено более 8000 единиц учебно-производственного оборудования, 600 комплектов лабораторного оборудования, более 7000 единиц спортивного инвентаря и оборудования, 5600 единиц технологического оборудования, 234 комплекта медицинского. Особое внимание мы уделяем вопросам повышения доступности дошкольного образования. Так, за 4 года было введено 27 дошкольных образовательных учреждений за счет строительства и возврата в систему дошкольного образования зданий детских садов. 30 было отремонтировано. В 2013 году было введено более 1500 мест дошкольных образовательных учреждений. За последние 4 года было введено более 6000 мест. Развиваются вариативные формы дошкольного образования, группы кратковременного пребывания детей, консультативные пункты различной направленности, группы по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Услуги дошкольного образования получают практически все дети республики в возрасте от 3 лет. Данный показатель выше среднего значения по Российской Федерации и по Северо-Западному федеральному округу. Что касается детей от 1 года до 3 лет, то по состоянию на 1 февраля 2014 года дефицит мест в детских садах у нас составил порядка 2500. И эта проблема будет решена в республике в течение 3 последующих лет. В сфере высшего образования нам удалось сохранить 2 высших учебных заведения, имевших по оценке Министерства образования России признаки неэффективности. Это Сыктывкарский государственный университет и Коми-педагогический институт. Объединив усилия, мы создали университетский комплекс, вывели учебные заведения из критической красной зоны и провели совместный прием. Мы движемся вперед по утвержденному плану развития университетского комплекса. Не обделена вниманием сфера культуры. Впервые за долгие годы был реализован масштабный комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и искусства. За 4 года построены и введены в эксплуатацию здания 4 муниципальных учреждений культуры, капитально отремонтированы 14 муниципальных учреждений культуры, а также Национальная галерея, Национальная детская библиотека имени Маршака, Воркутинский драматический театр. В учреждениях культуры 20 муниципальных образований начато обновление оборудования музыкальных инструментов. Планомерно ведутся работы по информатизации. За 1,5 года проведена информатизация библиотек и музеев региона. В 2 раза за последние 2 года до 50 тысяч просмотров выросло число обращений читателей к электронным ресурсам Национальной библиотеки. В прошлом году впервые за последние 20 лет мы начали обновление музыкальных инструментов и учебного инвентаря всех 44 детских музыкальных, хореографических, художественных и школ искусств. Благодаря привлечению грантовых средств нам удалось не только приобретать новые инструменты и оборудование, но и реализовать в 2013 году крупные событийные проекты. Это 11-я межрегиональная выставка «Российский север», постановка балета Чайковского «Щелкунчик», межрегиональный фестиваль хоровой ассамблеи Севера, музыкальный фестиваль «Шедевры и премьеры», обменные гастроли «Мосты дружбы» с театром на Литийном и театрами городов финно-угорских регионов, а также персональная выставка работ Зураба Церетели, концерт камерного оркестра Миланской оперы и многие другие. Важно, что мы нарастили количество и качество собственных постановок. Зритель оценил наши усилия. В 2013 году театры и концертные организации посетило почти на 19 тысяч человек, а музеи региона на 35 тысяч человек больше, чем в 2012 году. В прошлом году мы возобновили практику закупа произведений профессиональных авторов республики в различных видах и жанров искусства. Этой практики в республике не было уже в течение последних 25 лет. За 2 минувших года в результате конкурсного отбора экспертным советом в сфере культуры и искусства были отобраны и приобретены государственными учреждениями культуры и искусства 138 работ профессиональных авторов. Приобретенные произведения изобразительного искусства переданы в фонды музеев республики. Музыкальные произведения вошли в репертуар концертных исполнителей. Произведения драматургии переданы в театр для постановок новых спектаклей.
Работы мастеров декоративно-прикладного искусства активно используются в выставочной деятельности музеев и библиотек. За минувшие 3 года было поставлено и капитально возобновлено более 100 новых театральных постановок, концертных программ и номеров. В минувшие годы наряду с существующим мы создали и новый брендовый праздник – мультифестиваль «Ибица». Несколько слов о каждом тематическом годе, который мы объявляли у нас в республике. 2011 год – год ребенка, основная цель которого – создание в регионе благоприятных условий для семей, имеющих детей, и развитие юных жителей республики. 1,8 миллиарда рублей – такова сумма финансового обеспечения мероприятий года ребенка. Была улучшена материально-техническая база медицинских и образовательных организаций республики, оказана государственная поддержка семьям, имеющим детей, расширены возможности специализированной помощи бездетным семьям, приняты меры для повышения доступности и качества образования, организована поддержка детей, нуждающихся в особой защите и заботе. Соответственно, были развиты меры, поощряющие семейные формы устройства детей. Особое внимание было уделено решению жилищного вопроса для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Повторю, что за 4 года 656 детей-сирот получили жилье. В частности, введен в эксплуатацию был многоквартирный дом для этой категории ребят в Зеленце. В Зенге была реконструирована секция общежития по 12 квартир для последующего предоставления их детям-сиротам. 2012 год, год молодежи, нацеленный на поддержку и реализацию социально значимых инициатив нового поколения. Реализовано 23 крупных молодежных проекта по здоровью сберегающим технологиям. Получили развитие добровольческие движения, была улучшена среда для развития интеллектуального и творческого потенциала молодежи. Налажено содействие в развитии молодежного предпринимательства. По итогам года молодежи уже в 2013 году был создан Республиканский центр поддержки молодежных инициатив. 2013 год – год спорта. Прежде всего был отмечен масштабной модернизацией отрасли физкультуры и спорта. Мы достигли поставленных годом спорта целей. Возрос уровень обеспеченности спортобъектами, стало больше людей, занимающихся физкультурой и спортом. Четверть жителей республики систематически занимается физической культурой и спортом. Это значимо выше, чем в среднем по Российской Федерации. По этим показателям республика занимает 2-е место по северо-западу и лидирующие позиции в стране. Добиться этого удалось за счет строительства и реконструкции спортивных объектов, приобретения спортивного оборудования и инвентаря. Проводилась активная пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Мы стали победителем всероссийского смотра конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди группы из 30 субъектов России с численностью населения до 1 миллиона человек. В республике функционирует 40 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимаются более 22 тысяч человек. Мы удерживаем лидирующие позиции в зимней спартакиаде учащихся России. За нами серебро в общем зачете 2013 года среди субъектов Северо-Западного федерального округа России. Развитие спорта высших достижений в республике осуществляет Центр спортивной подготовки сборных команд. В прошлом году подготовку прошли 85 спортсменов по 7 видам спорта. Это лыжные гонки, биатлон, пулевая стрельба, плавание, бокс, вольная борьба и биатлон. Спортсменами республики в 2013 году завоевано 229 призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях. При этом за 4 года было завоевано 748 призовых мест. И все эти дни мы активно болели за наших спортсменов на Олимпиаде, Юлию Иванову и Станислава Волженцева. Кроме того, для развития спорта высоких достижений в прошлом году мы привлекли для постоянной работы в регионе высококвалифицированных специалистов. Свой выбор в пользу нашего региона сделали лыжница Анна Слепова и член сборной России по плаванию Антон Бутынов, члены сборной России по тяжелой атлетике Алексей Ловчев и Егор Иванов, а также тренеры по биатлону Юрий Майоров, Роберт Кабуков и Сергей Иванов по тяжелой атлетике. Мы существенно нарастили количество спортивных объектов. За 4 года построено 30 спортивных сооружений, 4 крытых катка с искусственным льдом в Сыктывкаре, Сосногорске, Усинске и Печоре, 2 универсальных спортивных комплекса в Ухте и Сосногорске, 1 плавательный бассейн в Еме, 15 лыжных баз и 8 универсальных спортивных площадок. Было реконструировано 7 спортивных объектов.
Капитально отремонтировано 2 спортивных объекта в Инте. Это дворец спорта «Западный» и дворец спорта для детей и юношества. Отчитываясь о проделанной работе, необходимо отметить и воплощение в жизнь майских указов президента России. Все 4 года работы мы активно стремились к увеличению доходов населения, проживающего в республике, уделяя особое внимание повышению зарплат бюджетников. И майские указы дали нам дополнительный стимул и дополнительные возможности осуществить задуманное. В целом, за 4 года зарплата бюджетников выросла на 57%. Следует заметить, что выросла средняя зарплата и по республике в целом. Ее рост составил за 4 года 43%. Зарплата педагогов общеобразовательных учреждений доведена до средней заработной платы в регионе. У педагогов дошкольного образования практически до среднего уровня в сфере общего образования. За 2013 год рост заработной платы врачей составил 118%, среднего медицинского персонала 125%, зарплата младшего медицинского персонала выросла на 43% и у социальных работников на 45%. Заработная плата педагогов общеобразовательных и дошкольных учреждений увеличилась на 51% и 55% соответственно. Педагогов учреждений дополнительного образования на 57%, в учреждениях культуры на 60%. С 1 октября 2013 года на 5,5% возросла зарплата остальных категорий работников, в том числе руководителей учреждений, общеотраслевых рабочих и служащих. Была проделана существенная работа в социальной отрасли. За последние 4 года удалось значительно снизить очередность дома-интерната для пожилых граждан-инвалидов. Если на начало 2010 года очередь на устройство в дома-интернаты состояла из 378 человек, то к началу 2014 года очередность в интернаты общего профиля сведена к нулю. Психоневрологически сокращена до 200 человек. Подобных результатов удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию новых учреждений. Например, дом-интернат в Нижнем Одессе, расширению существующих, интернаты в Ухте, Кунебе, Усогорске и Печорах, открытие стационарных отделений в Троицко-Печорском и Усть-Куломских районах. Кроме заботы об одиноких пожилых гражданах и инвалидах, внимание уделялось развитию инфраструктуры для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Были открыты в новых зданиях социально-реабилитационные центры в Инте, Троицко-Печорском районе. Переведено в новое здание реабилитационное отделение для детей-инвалидов «Надежда» в Сыктывкаре. В республике создана и постоянно развивается система предоставления социальных пособий, в том числе и в связи с рождением и воспитанием детей. С 2011 года матерям, родившим 3-го или последующих детей, выплачивается региональный семейный капитал, это 150 тысяч рублей. Уже выдано более 3,7 тысяч сертификатов, в том числе 1,7 тысяч сертификатов в 2013 году. 83% воспользовавшихся выплатой семей направили эти средства на улучшение жилищных условий. Второй год предоставляется ежемесячная денежная выплата семьям при рождении 3-го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет. К началу текущего года получателями выплаты стали 607 семей. Размер выплаты на севере республики 11 263 рубля, на юге 8 550 рублей. Беременным женщинам, проживающим в труднодоступных местностях нашей республики, возмещаются расходы на проезд к месту консультации, родов и обратно. Эта мера, напомню, была предложена гражданами республики в рамках формирования народного бюджета и оказалась очень востребованной у населения. Так же, как и другая выплата, ежемесячная компенсация в 3000 рублей ухаживающим за ребенком-инвалидом. Причем помощь одиноким родителям, имеющим ребенка-инвалида, в республике была установлена на год раньше, чем произошло увеличение размеров федеральной компенсационной выплаты по уходу за инвалидами. Для решения проблемы сиротства в прошлом году были продолжены выплаты 200 тысяч рублей при усыновлении ребенка, а при усыновлении детей, имеющих отклонения в развитии, 250 тысяч рублей. Отмечу, что данные выплаты у нас продлены до конца 2015 года. Детям-сиротам возмещаются расходы на проезд к месту лечения и обратно. Однократно оплачивается текущий или капитальный ремонт жилья. С начала 2010 года выплачивается региональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума неработающим пенсионерам, в том числе детям-инвалидам.
В 2013 году ежемесячно получали почти 16 тысяч человек. С 2011 года организовано предоставление ряда новых видов социальных выплат. Например, больным гемодиализом оплачивается проезд к месту лечения и обратно. Введено пособие на, и, конечно, не больным гемодиализом, а для прохождения процедуры гемодиализа больным оплачивается проезд к месту лечения и обратно. Было введено пособие на проезд для одиноких граждан старше 80 лет. Появились социальные гарантии и компенсация оленеводам. Введена республиканская единовременная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин Республики Коми». Еще из нового. Появились единовременные денежные выплаты народному дружиннику и добровольным пожарным в случае причинения увечья, а также членам семьи в случае их гибели. В республике организовано предоставление бесплатной юридической помощи, которую в 2013 году получили более 1100 граждан льготной категории. Правительство оказывает содействие деятельности некоммерческих организаций, занятых решением социально значимых вопросов. За период 2011-2013 года на эти цели было выделено более 165 миллионов рублей. Безусловно, государственным приоритетом является забота о гражданах пожилого возраста. За прошлый год на поддержку социально значимой деятельности Советов ветеранов по реализации проектов поддержки пожилых людей было направлено почти 5 миллионов рублей, а всего за последние 4 года почти более 18 миллионов. Мероприятиями в рамках реализации социальных проектов ежегодно было охвачено более 25 тысяч человек. На базе Республиканского социально-оздоровительного центра «Максаковка» прошли оздоровление с 2010 года 2,8 тысячи человек. Созданы и работают мобильные социальные бригады и школы по уходу за пожилыми людьми. Организовано обучение пожилых людей основам компьютерной грамотности. Реализованы мероприятия по увеличению занятости пенсионеров. За 2011-2013 годы прошли обучение по повышению, например, компьютерной грамотности более 2,8 тысяч граждан пожилого возраста. Хочу отметить совместную работу по сохранению межнационального мира и согласия в республике и наших главных партнеров. Это общественные движения коренных этносов Коми-Войтов, Изватас, Русь-Печорская и Русский мир. Последние годы были наполнены значимыми событиями. Это 20-летие первого съезда Коми-народа. В 2011 году 20-летие отпраздновал движение Коми-Войтов. 20-летие отметил и закон о государственных языках Республики Коми. На поддержку деятельности общественных движений в 2013 году из бюджетов разных уровней направлено более 3 миллионов рублей. Расширяется область функционирования коми-языка. Для диаспор 6 регионов России организована подписка на комиязычные печатные издания, предоставляются учебники коми-языка и организуются курсы по его изучению. Крайне востребованы мультимедийные продукты. У нас в республике созданы компьютерные раскладки на коми-языке для разных операционных систем, система проверки правописания, электронные онлайн и офлайн словари. Все компьютерные разработки находятся в свободном доступе в сети интернет. Важное внимание уделяется системе социального заказа. В 2013 году в 2 раза был увеличен объем средств на выпуск учебников социально значимой литературы. Издано 27 наименований литературы на коми и русском языках общим тиражом 25 070 экземпляров. В прошлом же году и был увеличен заказ на издание учебно-методической литературы. Сегодня функционирует в республике 150 кабинетов коми-языка и литературы. Все они оснащены мультимедийным оборудованием. На коми-языке выходят 8 печатных изданий. 3 издания выходят на русском и коми, и еще 7 изданий один раз в месяц выпускают страничку на коми-языке. При этом все имеют собственные сайты. Национальное телевидение представлено коми-республиканским телевизионным каналом «Юрган» и филиалом ВГТРК «Коми-город». Работает интернет-радиостанция «Коми Народное радио», вещающая на коми-языке в круглосуточном режиме. Ежегодно выпускаются мультимедийные и музыкальные диски на государственных языках республики. На сегодня изданы и широко используются в учреждениях образования и культуры мультимедийные диски по творчеству известных коми-поэтов и писателей Ивана Куратова, Виктора Савина, 125-летие которого мы отметили в прошлом году, Вениамина Чистарева и Серафима Попова. В сети интернет в свободном доступе есть мультимедийные программы и компьютерные игры по изучению коми-языка, а также современные коми-песни. Развиваются электронные сервисы в области национального образования и науки.
Так создан корпус менеджера для анализа комиязычных текстов в электронном виде. Начата работа по созданию национального корпуса коми-языка. Его первый этап предполагает оцифровку всего книжного наследия на коми-языке. Это позволит сделать его общедоступным массовому читателю и использовать его в научных исследованиях. С 2014 года электронное голосование будет возможно и на обоих государственных языках. Осуществляется локализация на коми-языке портала госуслуг. В этом смысле наша республика является примером для многих других субъектов Российской Федерации. Наш положительный опыт по технологиям сохранения, популяризации национальных языков и культуры активно используется другими регионами. Активную жизненную позицию занимает коми-интеллигенция, широко представлена во всех сферах жизни. При ее участии разработана концепция национального образования в республике, сформирована система подготовки национальных педагогических кадров. Свою немалую лепту она вносит в развитие науки, национальной теле- и радиожурналистики. В республике много делается для сохранения научного и творческого наследия выходцев из коми-народа. Уже реализуются мероприятия, приуроченные к 125-летию со дня рождения Петерима Сорокина. Знаковым событием станет открытие в августе памятника выдающемуся ученому-социологу в Сыктывкаре. Главными нашими партнерами по сохранению гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений являются общественные организации, защищающие интересы различных этносов и этнических групп. Значительно возросла активность этноорганизаций. В прошлом году стартовал марафон их открытых самопрезентаций, во время которых широкому кругу общественности была представлена деятельность автономии. Важным достижением прошедших лет стало и решение о создании Дома дружбы народов. В этом году оно завершится строительство здания под его размещение. В будущем он объединит под одной крышей все национально-культурные объединения и общественные движения. Гармоничность межнациональных отношений во многом становится залогом и общественной безопасности. Говоря в целом о создании безопасных условий для жизни, необходимо отметить, что за эти годы мы реализовали ряд мер, направленных на создание устойчивой базы для работы в условиях чрезвычайных ситуаций. За 4 года было создано 43 подразделения противопожарной службы, в том числе 7 пожарных частей и 36 отдельных постов. Приобретено 73 пожарные машины. Для борьбы с лесными пожарами, по сути, была вновь воссоздана и создана лесопожарная служба. Всего за четырехлетний период на территории республики создано и функционирует 5 пожарно-химических станций. Приобретено 77 единиц специализированной техники. Увеличена численность парашютно-десантной лесопожарной службы в 3 раза. Созданы наземные формирования. Эффективность применения легкомоторных воздушных судов позволила повысить скорость обнаружения лесных пожаров. Завершено оснащение современными средствами радиосвязи всех лесничеств и лесопожарных формирований республики. Ежегодно обновляется автомобильный парк лесной охраны. Уникальная информационно-аналитическая система «Лесные пожары» позволила повысить скорость принятия решений при тушении лесных пожаров и проводить их мониторинг. В создании условий комфортного и безопасного проживания в республике огромная роль отводится органам правопорядка. Мы активно помогали и помогаем силовым структурам, сотрудничаем в вопросах укрепления их материально-технической базы. На территории городов и районов республики начал работать аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Количество установленных в общественных местах средств видеонаблюдения растет с каждым годом. В течение 4 последних лет в республике растет уровень раскрываемости преступлений. При этом сокращается само их количество, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений. И сегодня я хотел бы поблагодарить органы силового блока за результативную работу. На протяжении последних лет перед властью стояла задача по созданию условий для самоорганизации граждан. Это продиктовано тем, что активная часть гражданского общества созрела на осознанную и скоординированную работу на собственное благо. И правительство региона четко реагировало на эти запросы, отвечая на них созданием условий для воплощения в жизнь гражданских инициатив. Для этого нами поддерживается территориально-общественное самоуправление, так называемые ТОСы. И в этом плане стоит поблагодарить жителей республики за инициативность и активность. ТОСы строят детские площадки и тротуары, ремонтируют дороги, благоустраивают свои населенные пункты. Я имел возможность лично убедиться в этом, посещая осенью прошлого года
село Пашга, я ознакомился с работающим там ТОСом. Вот где в хорошем смысле пышет энергия у людей, и насколько активно они занимаются обустройством своей территории и реализуют значимые проекты, видно невооруженным глазом. Хочу заверить, что мы и в дальнейшем будем всесторонне поддерживать развитие системы органов ТОС в регионе, как политически, так и с точки зрения финансовой. Завершая первую часть доклада, заострю внимание на патриотическом и трудовом воспитании молодежи. Считаю, что в условиях погруженности молодежи в специфическую атмосферу и реалии сегодняшнего дня эти вопросы имеют стратегический характер. На сегодня в республике проводится целенаправленная работа по патриотическому воспитанию. Правительство региона прикладывает немало сил, чтобы как можно больше средств и ресурсов были задействованы в деле воспитания молодежи. Мы выступаем организаторами и координаторами этого процесса, и прежде всего я хочу поблагодарить Республиканский совет ветеранов за активную помощь и наставление в этой работе. Сегодня активно привлекаются общественные патриотические организации, ежегодно проводится более 200 различных мероприятий с участием свыше 90 тысяч ребят. Для решения задач военно-патриотического воспитания молодежи в Ухте-Усинске работают центры патриотического воспитания, а на республиканском уровне создан Центр военно-патриотического воспитания. В молодежной среде действует более десятка общественных организаций, военно-спортивных клубов, оборонно-спортивных некоммерческих партнерств, реализующие различные патриотические проекты. Всего по республике их без малого сотня. Работает уже 176 школьных музеев. Успешно функционирует Координационный совет поисковых объединений. Действуют поисковые молодежные объединения, участие в которых принимает свыше 200 ребят. В сфере трудового воспитания мы поддерживаем движение трудовых отрядов. В прошлом году было сформировано 35 студенческих трудовых отрядов. Это и строительные, педагогические, сервисные отряды, отряды проводников и охраны правопорядка. Работал 791 человек из числа студентов и обучающихся Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Усинска и Усть-Куломского района. Хочу подчеркнуть, что правительство республики поддерживает и будет поддерживать работу, инициативы и начинания по трудовому и патриотическому воспитанию молодежи. Уважаемые депутаты, я хочу сегодня присоединиться к тем словам, которые уже сегодня звучали, поздравить всех жителей республики с нашим общим праздником, который состоялся буквально на днях, это 20-летием Конституции республики. И действительно, 17 февраля 1994 года принято считать днем отсчета новой истории республики. С тех пор основной закон республики служит целям защиты интересов и прав ее жителей. Для всех ветвей власти неукоснительное исполнение Конституции республики является высшей задачей. И я хотел бы сердечно поблагодарить тех, кто принимал непосредственное участие в создании Конституции Республики Коми. И наша работа, отраженная в докладе, напрямую относится к выполнению основных статей Конституции. Подводя итог проделанной работы, хочу резюмировать, что считаю работу правительства за минувшие 4 года удовлетворительной. Мы обеспечили рост во всех важнейших отраслях и сферах жизни. И самое главное, на протяжении всего периода выполняли все социальные обязательства перед жителями республики. Уважаемые депутаты и приглашенные, позвольте мне перейти к основным направлениям работы правительства республики на 2014 год и среднесрочную перспективу. Сегодня вектор развития страны задал президент России Владимир Владимирович Путин в майских указах, и наша программа является неотъемлемым региональным компонентом развития государства в целом. За минувшие 4 года нам удалось сделать много. Основные моменты я озвучил. И достичь стабильности и благополучия удалось благодаря концентрации наших общих усилий и ресурсов. Системы государственной власти в регионе, широкого участия общественных организаций, помощи федерального центра и в первую очередь каждого жителя республики. Однако я хочу вместе с тем вспомнить недалекое прошлое. Ведь ничего не созидалось одномоментно. Всему предшествовала упорная работа, которая создавала новые возможности для развития. И, в общем-то, не секрет, что одной из отделенных отраслей долгое время оставалась самая близкая для каждого жителя сфера – социальная. Оборачиваясь назад, сегодня можно сказать, что ситуация в ней действительно стала лучше. Люди почувствовали плечо государства и увидели положительные сдвиги. А это результат целенаправленной работы власти, у которой появились ресурсы и возможности для масштабного подъема социальной сферы.
и реализации активной социальной политики. Считаю, что теперь пришло время в полную силу вкладываться в человеческий капитал. Эти же приоритеты звучат референдумы в программных документах партии «Единая Россия», которую неоднократно поддерживало большинство наших граждан. На выборах самого различного уровня, от муниципальных до президентских, поддерживают в настоящее время. Во многом благодаря отождествлению социальной политики с главной точкой роста благополучия страны. И партия власти из года в год работает на достижение этих целей и показывает очевидный результат. Как я уже отметил, новая политика, в центр которой помещен человек, является отправной точкой майских указов президента России. Развитие всех сфер подчинено логике направленности на обеспечение достойной жизни людей. Базис для этого заложен, вектор развития ясен. А это требует материальных и организационных затрат. Поэтому сегодня необходима оптимизация расходов, отказ от неэффективных затрат и сосредоточение сил вокруг достижения поставленных целей ядра новой социальной политики. Считаю, что в республике на сегодня подготовлена благоприятная почва для реализации общенационального вектора развития. И я уверен, что в ближайшие годы наша республика станет республикой новых возможностей. Республикой, где каждый ее житель может создавать и расширять свою семью, качественно решать вопросы сохранения своего здоровья, реализовывать свой трудовой и духовный потенциал, при этом уверенно чувствовать себя под защитой государства. Где каждый житель имеет возможность оставаться на своей земле и сообща создавать будущие республики. Безусловно, для дальнейшего обеспечения всего этого необходимо активно и плодотворно работать, не снижая темпа, расставляя верные приоритеты, поддержанные нашими жителями. Для создания республики новых возможностей считаю обязательным обеспечение условий для развития новой экономики и, безусловного сохранения темпов нашего развития в существующих отраслях. Необходимо продолжать курс на создание комфортных условий проживания, решение жилищного вопроса, развитие транспорта и дорожной инфраструктуры. Мы должны продолжать модернизацию медицины, социальной сферы и образования. Хочу коснуться отдельно каждого направления. Что я вкладываю в понятие новой экономики? Помимо традиционных для нашей республики отраслей, считаю необходимым сделать особый акцент на развитие био- и информационных технологий, химической промышленности, технологий глубокой переработки сырья, на новых подходах в горнорудной отрасли, использования новых видов минерального сырья. Сегодня при выстраивании плана в экономике на перспективу нужно рассматривать инновационные подходы, позволяющие уменьшать нашу зависимость от сырьевой составляющей. В этом смысле приоритет информационным технологиям. Так, региональный комитет информатизации и связи создает на базе Сыктывкарского госуниверситета информационно-технологический парк. Мы будем субсидировать его техническое оснащение. Парк станет площадкой для создания и роста более 28 инновационных компаний. Наращивание кадрового и научно-технического потенциала региональной IT-сферы. Планируется создание 300 рабочих мест и реализация 18 научно-технических разработок. Еще один из приоритетов – создание биотехнологического кластера. Направление новое. Нам необходимо выработать концепцию его развития, создать координирующую инфраструктуру и поэтапно стимулировать создание у нас биотехнологических производств. Я хочу особо подчеркнуть, в республике для этого есть все предпосылки, научно-технический и ресурсный задел. К примеру, работает газовый сегмент кластера, сформированный совместно с «Газпромом», научный совместно с Коми-научным центром. В предстоящие 3 года основной упор был сделан на формирование качественной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, инноваторов, молодых ученых на привлечение венчурных инвестиций в отрасль. Наряду с этим будет продолжена реализация действующих мер господдержки науки и инноваций. И в целом мы планируем ежегодно на эти цели направлять не менее 15 миллионов рублей. Отмечу лишь некоторые области нашего внимания. Богатые лесные ресурсы вкупе с богатым научным потенциалом позволяют нам вести работу по такому направлению, как лесохимия. Первые шаги в этом направлении в прошлом году мы уже сделали на базе предприятия «Печора-Энергоресурс». В республике, вы знаете, уже налажено производство топливных пеллетов и топливных брикетов. Примечательно, что такие производства создаются в первую очередь в сельских территориях. Одно из них недавно я посмотрел в Усть-Куломе, новое, и пожелал инициаторам проекта удачи, терпения. Все новое, конечно, воспринимается с настороженностью, но иного пути у нас нет.
Однако наряду с ними у нас есть возможности для дальнейшего развития производства биотоплива. Это топливных гранул и биоэтанола. Указанные выше области являются частью биотехнологий, и мною поставлена задача перед правительством республики разработать концепцию развития отрасли на период до 2020 года. Только так можно комплексно решить проблему избытка балансовой древесины и отходов лесопереработки в республике. Полное использование попутных нефтяных газов также перспективное направление, но уже в нефтегазовом секторе. Здесь ключевым является проект по переработке на Сосногорском газоперерабатывающем заводе попутного газа с месторождения Лукойла. Уже в сентябре должен быть завершен первый этап проекта, начаться подача и переработка газа. Перспективным является и вовлечение в хозяйственный оборот горючих сланцев. Технологические исследования показали возможность получения из них сырья для нефтехимии, дорожной и строительной индустрии. Наиболее подготовленным и изученным является Чим-Лаптюкское месторождение. Высокотехнологичный производственный кластер может быть создан и на крупной Аювинском месторождении горючих сланцев. Еще одним, пока не задействованным видом минерального сырья являются доломиты. В частности, доломиты из теневорока могут быть использованы в металлургии и строительной отрасли. В завершающую стадию входит реализация инновационного проекта ЗАО «Сибтек» по созданию на базе Ярикского нефтетанового месторождения производства титанового коагулянта. Это новый высокоэффективный реагент для подготовки воды питьевого качества. В течение 2014 года компания завершит строительно-монтажные и пусконаладочные работы и приступит к выпуску продукции. Объем инвестиций здесь составил порядка 2,2 миллиарда рублей. Также, используя богатый сырьевой потенциал этого уникального месторождения, компания Ярига-Руда планирует строительство Ярикского горно-химического комплекса мощностью 650 тысяч тонн по добыче и переработке руды. Данный проект предполагает производство конечных товарных продуктов на основе титаносодержащего сырья, а также добычи высоковязкой нефти. Основными направлениями развития горнорудной отрасли республики в среднесрочной перспективе станут проекты по добыче бокситовой руды в Кнешпогосском районе, дальнейшее развитие проекта, а также реализация компании ЗАО «Руститан» проекта на Пижемском месторождении титановой руды в Усынемском районе республики, который является одним из крупнейших в России. Сейдинское месторождение энергетического угля – потенциально перспективное месторождение с точки зрения вовлечения в промышленный оборот и создания на его сырьевой базе крупного угледобывающего предприятия. Угли Сейдинского месторождения, как и другие месторождения Печорского угольного бассейна, потенциально могут быть основой для создания новой углехимической отрасли по переработке угольного сырья. Углехимическая переработка позволит получать из углей Печорского угольного бассейна целую гамму продуктов с высокой добавленной стоимостью. Естественно, что развитие новых направлений потребует и новых специализированных кадров, которые должны готовиться с особой тщательностью, с учетом особенностей инновационных направлений, и создание условий для их подготовки будет на особом контроле правительства республики в ближайшие годы. Мы определились в базовых направлениях. Специалистов производственной направленности готовят на базе УГТУ и Сыктывкарского лесного института, гуманитарного профиля, прерогатива университетского комплекса в Сыктывкаре. Требует совершенствования системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Мы поддержали инициативу ряда нефтегазопромысловых компаний по созданию на базе Усинского политехнического техникума учебного центра профессиональных квалификаций для приоритетных отраслей экономики, включая нефтегазовую. В настоящее время идет проектирование этого центра. Возможность прохождения квалифицированной практики студентов будет создана и в аналитическом центре топливно-энергетического комплекса при Ухтинском государственном техническом университете в содружестве с крупнейшими финансово-промышленными группами. На его базе будет возможно проведение независимой экспертизы как по текущей деятельности ТЭКа республики, так и долгосрочное прогнозирование. Правительство республики окажет максимальную поддержку этому проекту. Также считаю эффективной модель УГТУ при подготовке высококлассных специалистов с помощью отраслевых кафедр, которые оборудуются компаниями нефтегазового сектора и моделируют реальные производственные процессы. Считаю, что не полностью еще раскрыт потенциал лесного образовательного кластера при Сыктывкарском лесном институте. Сегодня 10 разноуровневых учреждений профобразования ведут подготовку кадров по сетевой форме.
Огромные перспективы развития новых направлений лесной отрасли потребуют особого внимания при подготовке специалистов на базе СЛИ. В сфере классического высшего образования крупнейшему вузу республики СГУ также предстоит большой объем работы по дальнейшему совершенствованию системы подготовки квалифицированных кадров. Уже сегодня университет активно привлекает к образовательному процессу ведущие компании-работодатели. У СГУ есть потенциал для развития целого ряда направлений подготовки специалистов, которые принесут пользу новой экономике республики. В первую очередь это специалисты в области информационных технологий, специалисты по техносферной безопасности, в области химии и медицины. Считаю, что огромный потенциал лежит во внедрении новых механизмов профориентационной работы. Нужно раскрывать потенциал подрастающего поколения, развивать сильные стороны каждого ребенка. Начиная со школы, вести его буквально за руку к дверям профтехучилищ, техникумов и вузов, направляя и помогая выбрать будущую профессию. В наших силах создать условия для гарантированного прохождения специализированной практики студентов и способствовать их трудоустройству. Решать вопросы занятости выпускников наших учебных заведений, равно как и эффективное использование местных трудовых ресурсов, развитие внутренней трудовой миграции между районами республики – это задача номер один в нашей работе по решению проблем занятости населения. Защита интересов жителей республики при реализации крупных инвестпроектов – одна из ключевых задач правительства республики. И это особенно важно в контексте увеличения интереса крупных инвесторов к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Это касается и уже работающих у нас компаний, и появляющихся новых. Сегодня мы должны быть готовы к новому промышленному рывку. А это потребует и новые кадры, как я уже сказал, и новые научные подходы, и новый организационный ресурс. И хочу выразить свою главную позицию, касающуюся взаимоотношений с инвесторами. Я убежден, что крупные предприятия, приходящие на нашу землю, работать и зарабатывать, в первую очередь должны давать работу нашим местным кадрам. И это, на мой взгляд, является самым важным на сегодня. По крайней мере, вызывает недоумение ситуация, когда крупные инвестпроекты, реализующиеся с участием государства на нашей территории, при этом привлечение местных трудовых ресурсов не находится в приоритете у предприятий, реализующих такие проекты. Считаю, что государство должно регулировать этот процесс. В связи с этим правительством республики разрабатывается проект изменений в федеральное законодательство. Он предусматривает введение квот на трудоустройство работников, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, в котором реализуются инвестпроекты с участием государства. В этом вопросе я надеюсь на поддержку как депутатов Государственного Совета, так и наших депутатов в Государственной Думе и членов Совета Федерации. Мы будем и далее совершенствовать механизм стимулирования самозанятости населения, малого и среднего бизнеса. Уже с этого года расширится перечень категорий получателей субсидий и виды поддержки. Мы продолжим поэтапное вовлечение муниципалитетов в процесс финансирования программ поддержки предпринимателей, что будет способствовать количественному и качественному росту субъектов предпринимательства на местах. Считаю, что необходимо постепенно скорректировать подход в области социальной защиты. Полагаю, что надо сделать перенос центра тяжести от понятия «социальная защита» на понятие «социальный стимул к развитию». Безусловно, необходимо сохранить все формы социальной защиты для тех, кто сегодня реально нуждается в помощи государства. Тех, кто, что называется, не может. Но вместе с тем надо уходить от понятия социальное иждивенчество. На мой взгляд, сегодня крайне необходимо создание дополнительных стимулов, например, для трудоустройства молодежи в приоритетных для республики отраслях и местностях, в помощи специалистов, которых мы приглашаем на работу в республику, и помощи тем, кто открывает и развивает собственное дело. Считаю, что нужен упор именно на поддержку. И в этом вопросе необходимо выработать новые подходы. Хочу отметить, что все озвученные в первой части доклада меры поддержки, существующие в традиционных сферах и отраслях региона, будут предоставляться и далее. Совершенственно расширяться без каких бы то ни было социальных потрясений. И хочу ответственно заявить, что революции в этом вопросе у нас не ожидается.
Думаю, что большинство наших граждан разделяют принципы планомерного и поступательного развития. Уверенно, в завтрашнем дне вот что сегодня считаю самым главным. Поэтому считаю ключевой задачей ближайших 5 лет сохранить то, что сегодня работает, приносит результаты, поддерживать и поэтапно наращивать динамику развития. Экономика республики – это часть экономики России. И все негативные ее проявления, конечно, будут отражаться и у нас. Но важно понимание одного, что какие бы кризисы нас не настигали, власть, бизнес и общество всегда преодолевали их только совместно. Мы всегда шли рука об руку, невзирая на трудности. Уверен, что так будет и впредь. Особое внимание будет уделено важнейшему направлению экономики республики, дальнейшему развитию минерально-сырьевого комплекса. За счет расширения комплексного освоения месторождений полезных ископаемых с обязательным соблюдением экологических норм. Это необходимо для развития как новых производств, так и тех, что считаются традиционными для республики – нефтегазового, горнорудного комплекса и лесного хозяйства. В нефтегазовой промышленности планируется увеличение объемов добычи и переработки нефти и газа. Это будет достигнуто в результате осуществления действующих и реализации новых проектов. Подчеркну, что дальнейшее освоение Тимоно-Печорской провинции находится в приоритете у нефтяных флагманов мирового уровня, таких как Роснефть, Лукойл, Зарубежнефть и той же Shell. Продолжится реализация следующего этапа строительства магистрального газопровода в рамках проекта Паваненко-Ухта-Ухта-Торжок. В 4-летний период компании «Енисей» планируется строительство второй очереди самого северного в мире комплекса по переработке нефти и увеличение его производственной мощности до 3,6 миллиона тонн в год. Благодаря этому произойдет существенное расширение ассортимента выпускаемой продукции. Лидером по объемам инвестиций и реализуемым проектом в этой области является «Лукойл Коми». Из наиболее важных и перспективных проектов можно назвать такие, как пробная эксплуатация Бандысского нефтяного месторождения, разработка Ярикского месторождения, разработка Картаельского месторождения, разработка пермокарбоновой залежи Усинского месторождения. Реализация инвестпрограммы позволит обеспечить стабильный рост нефтедобычи в рамках компании до 3% ежегодно на ближайшие годы, что немаловажно для республики, учитывая, что более 70% от общей добычи приходится на Лукойл Коми. Вторым по объему добычи нефти в республике является РН «Северная нефть». Компания реализует инвестиционный проект обустройства Среднемакаринского нефтяного месторождения, предусматривающий расширение действующего производства, рациональную разработку месторождений, достижение установленного коэффициента извлечения нефти. Обустройство этого месторождения предполагает строительство и обустройство 24 нефтедобывающих скважин к 2017 году. В результате проекта планируется добыть дополнительно 2,1 миллиона тонн нефти. Компания «Газпром Добыча Краснодар» осуществит проект по реконструкции дожимной компрессорной станции в Уктыле. Кроме того, в 2013 году компанией начато долгожданное строительство Уктыльской поисковой скважины номер 402 проектной глубиной 5650 метров со сроком завершения работ в 2015 году. В 2014 году запланирован монтаж буровой установки, начало бурения скважины с октября. До конца 2014 года планируется пробурить 2500 метров. При получении положительного результата и подтверждения объемов расчетных извлекаемых ресурсов, в том числе по газу, работы по строительству эксплуатационных скважин будут продолжены. Объемы газодобычи в республике сохранятся, что позволит на многие годы обеспечить работу Сосногорского ГПЗ, сохранить рабочие места. В горнорудной отрасли основной прирост добычи угля прогнозируется за счет более эффективного использования производственных мощностей на действующих шахтах. По итогам уже проведенных аукционов на разработку новых месторождений Юнигинское и Нижнесырьегинское Воркутауголь продолжит геологоразведочные работы с последующим введением в хозяйственный оборот. В целом промышленная политика правительства республики нацелена на увеличение объемов разведки и добычи полезных ископаемых, что прежде всего позволяет нивелировать такие негативные факторы, как низкие темпы ввода месторождений в разработку и высокую выработанность запаса. Мы понимаем, что, к примеру, новая шахта не строится одномоментно, но мы будем жестко контролировать выполнение лицензионных соглашений по освоению Усинского угольного месторождения. Мы продолжим развитие лесного хозяйства в направлении повышения доходности от использования лесов при сохранении их экологической и социально-экономической ценности.
Мы будем создавать условия для увеличения объемов переработки древесных отходов, лесоперерабатывающего и лесозаготовительного производства, а также низкосортной древесины для эффективного производства тепловой, электрической энергии и горячей воды. Уже в 2014 году планируется увеличение объема переработки древесных отходов для производства топливных гранул, брикетов и топливной щепы до 120 тысяч тонн. Мы продолжим совершенствование законодательства в инвестиционной сфере и инструментов господдержки. Это дает нам уверенность в дальнейшей тесной работе с инвесторами, приносящими пользу республике и ее жителям. Однако, к сожалению, порой бывает у нас и такое, что действия инвесторов, в том числе иностранных, приводят к проблемам, когда единственной целью их становится погоня за оптимизацией своих затрат или рискованная производственная политика, не учитывающая интересы жителей региона, в котором они работают. Приводят к проблемам как в деятельности самого предприятия, так и во взаимоотношениях с правительством республики. Мы не принимали и не принимаем такого отношения к нашей территории, на которой работают инвесторы. В нашей республике действуют цивилизованные правила ведения дел. И зачастую наши российские компании выдерживают стандарты мирового подхода к ведению бизнеса более полно, чем иностранные партнеры. Считаю, что правительство обязано требовать соблюдения баланса интересов бизнеса и республики, и мы будем этого требовать от всех участников экономической деятельности. Республика – регион-донор. Но это совершенно не говорит о том, что мы не должны активно участвовать в различных федеральных программах и добиваться софинансирования. Я обращаюсь сегодня к членам правительства, что называется, если понадобится, вы должны дневать и ночевать в федеральных министерствах. Я сам делаю все, чтобы отстаивать интересы республики в Москве, буду продолжать это делать, поскольку деньги в республике сами собой не придут. За них надо биться, их надо, что называется, притаскивать. И в этом в том числе заключается работа каждого министра. В этом контексте масштабная задача, которая стоит перед нами в обозримом будущем, добиться включения Воркуты в федеральную программу развития Арктики. В нашем регионе есть все необходимые для этого составляющие. Кадры, города, потенциал минерально-сырьевой базы. И сегодня я прошу вас, Игорь Владимирович, обеспечить взаимодействие с федеральными законодательными органами, а также обращаюсь к нашим уважаемым депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации с просьбой подключиться к решению этого вопроса. И надеюсь на поддержку Союза городов Севера и Заполярья. Хочу сказать, что полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Иванович Булавин поддерживает наши усилия и активно вместе с нами работает в этом направлении. Мы заинтересованы в поддержке всех наших моногородов. В настоящее время начинается разработка региональной программы их развития. Сегодня крайне важно затаскивать туда новые проекты, новые производства. И уже можно озвучить ряд проектов по поддержке городов данной категории. Так, например, на лицензионных участках Интинского месторождения компаниями Балтийская мячная компания и Тимано-Печорская газовая компания осуществляется работа по подготовке добычи углеводородного сырья. В 2014 году планируется освоить 350 миллионов рублей. В Инте компания Gold Minerals осуществляет освоение месторождения золота на месторождении Чудное. При этом всего до 2016 года планируется создать 380 рабочих мест. Реализуется проект по модернизации технического перевооружения производства и переработки мяса оленей, агрокомплекса Инта-Приполярная. В Емве компания Техноком КМ строит производство по глубокой переработке древесины. Там же осуществляет строительство мясоперерабатывающего цеха СПК Книжпогорский. Таким образом, еще раз подчеркну, что правительство республики в экономическом секторе будет делать упор как на сохранение, так и развитие как устоявшихся отраслей, так и новых, перспективных. В целом, стратегическая задача, которую я вижу перед новым главой республики, это упор на создание дополнительных, стимулирующих условий для инвесторов, которые хотят расширять существующее и открывать новые производства в республике. Сегодня необходимы как организационные ресурсы в республике, так и лоббистские возможности на уровне федеральных структур. Чтобы делать это наиболее эффективно, необходимо часть, что называется, текучки, делегировать будущему председателю правительства. Вы помните, что изменения в законодательстве республики по этому поводу мы уже внесли.
Именно инновации и новаторство, диверсификация экономики, срощенные с прагматическим подходом к планированию экономической деятельности, дают нам уверенность в развитии всей республики. В ближайшие годы решение базовых проблем в социальном секторе останется на первом плане. Слишком много их накопилось за десятилетия, и одномоментно все их не решить. А людей волнуют в первую очередь именно эти проблемы. Одной из таких задач является поэтапное решение жилищной проблемы. На ней мы планируем сосредоточить значительные усилия в предстоящие годы. Мы будем продолжать оказывать все меры поддержки в приобретении и строительстве жилья для всех категорий граждан. Продолжится выделение земельных участков органами местного самоуправления для бесплатного предоставления льготным категориям граждан. Но основным принципом в этом вопросе, как и прописано в нашем законе, станет принцип нуждаемости. Так как эту проблему необходимо решать в первую очередь социально наименее защищенным. Мы планируем ежегодный прирост количества выдаваемых ипотечных кредитов. Ожидаем, что за 3 года будет их выдано более 17 тысяч. За 2014-2015 годы планируется поддержать с помощью инструментов жилищного кредитования более 287 бюджетников, в том числе и работников Коми-научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Для 90 жителей села в текущем году планируется предоставление 53,2 миллиона рублей социальных выплат на строительство или приобретение жилья. За ближайшие же 3 года мы планируем поддержать около 200 жителей села по этому направлению. В 2014 году более 25 миллионов рублей позволит 90 молодым семьям, в том числе 16 многодетным, улучшить жилищные условия. За 3 предстоящие годы такую поддержку получат более 270 семей. Будет продолжена работа по обеспечению детей-сирот жильем. За 3 года мы планируем обеспечить жильем более 450 детей. На текущий год мы планируем выделить более 200 миллионов рублей, далее 3 года более чем по 100 миллионов. И мы будем работать над проблемой обеспечения детей-сирот жильем до ее полного решения. Приоритетным направлением остается переселение граждан из аварийного жилья. За 3 года мы планируем переселить более 7,5 тысяч человек из 679 аварийных домов. Кроме того, до 2016 года включительно планируется построить более 50 и реконструировать 15 объектов коммунальной, экологической и инженерной инфраструктуры. В частности, на 3-летний период запланировано построить и реконструировать почти 30 объектов водоснабжения. В текущем году бурение артезианских скважин в Хабарихе и Йодве, строительство водопровода в Старожевске, систем водоснабжения Вайкина, реконструкция гидротехнических сооружений, продолжение Кажимского водохранилища, систем водозабора, водоочистки в Ракпасе и Веселовке, реконструкция скважин в Йодве, Волжском и Мазындоре. Завершится реконструкция строительства водопроводных и канализационных сетей в Кайгородке. В 2015 году строительство водозабора артезианских вод в Усинске, водозабора в Корженском, Якуньоле, Оросе и Обьячево, система водоочистки в Лемты-Боже, водопроводы артезианской скважины в Усть-Цильме, водопроводных сетей в Усть-Куломе, реконструкция водозабора в Зеленце. Будет осуществляться реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации в Сосногорске. В 2016 году запланирован запуск автоматизированной системы управления технологическими процессами водоснабжения Сыктывкара. Строительство водоподготовительных сооружений в Верхней Инте, водопроводных сетей в Парчике, Зеленце и Кужбе, артезианской скважины в Кипеево, водозабора в Жешерте. В этом же году планируется осуществить реконструкцию водоводов в Емве и водозаборов в Краснозатонском и Верхней Боксаковке. На 2016 год в планах строительства локальных очистных сооружений в Большелуге, расширение канализационных очистных сооружений в Обьячево и строительство аналогичных коммуникаций в Щелье-Юре. За 3 года планируется осуществить закольцовку существующего водопровода в Уссырьме на участок Гусихи и Федосеевка. На секунду отвлекусь. Я преднамеренно перечисляю в докладе столь подробно все объекты по населенным пунктам, потому что считаю, что каждый житель республики должен знать информацию о том, что и когда будет строиться, я неоднократно об этом говорил, реконструироваться в его селе, поселке и городе. И именно такое планирование жизни нам позволит четко и ясно понимать, что делает власть конкретно, а где сотрясает воздух. И к этому же я призываю всех министров и глав муниципалитетов. И давайте уж будем добры все вместе, если уж сказали, то будем хозяевами своему слову.
Отдельно хочу остановиться на теме газификации. Говоря в целом о газификации, хочу сказать, что сегодня это один из самых актуальных вопросов со стороны населения, в первую очередь в сельских районах. Этот вопрос задают мне буквально на каждой встрече. И, безусловно, сегодня газификация в республике идет неудовлетворительными темпами. Но хочу сказать, что наконец-то на стадии подписания в «Газпроме» находится новая программа. И все работы по газификации, начатые ранее, будут продолжены и закончены. Но при этом изменятся задачи как перед правительством, так и перед органами местного самоуправления. Перед муниципальными властями я ставлю задачу по завершению газификации в тех районах и населенных пунктах, где эта работа началась ранее. Конечно же, с учетом республиканской поддержки. В свою очередь, перед правительством республики я ставлю задачу сконцентрироваться на новых районах республики, которые еще не охвачены газификацией. После подписания «Газпромом» новой программы газификации я прошу довести глав муниципалитетов до жителей каждого населенного пункта, которые войдут в программу, в какие сроки и куда придет газ, чтобы каждый знал, что и как планировать на будущее. Улучшая социальную и коммунальную инфраструктуру, распространяя ее вглубь территории республики, считаю важным параллельно развитие транспортной доступности. В трехлетней перспективе на поддержание и развитие дорожной отрасли планируется направить порядка 10 миллиардов рублей. В течение 3 лет предстоит отремонтировать в том числе капитально более 300 километров региональных автодорог и свыше 1000 метров аварийных мостов во многих муниципальных образованиях. Основные объемы дорожно-ремонтных работ будут сосредоточены на участках автодороги Сыктывкар-Троицко-Печорск, в том числе проходящих по территории Усть-Коломского района. В 2014 году закончится строительство участка Каджиром-Чикшина на направлении Сыктывкар-Нарьян-Мар. Здесь же в эти годы продолжится строительство моста через реку Лыжа и участка дороги Акись-Ашкурия. Правительством республики будет осуществляться строительство автомобильных дорог в 2015-2016 годах, в том числе на условиях концессионного соглашения. В перечень проектов государственно-частного партнерства в 2014 году внесены объекты: реконструкция автомобильной дороги на участке Малая Пера и Раюль протяженностью 34,5 километра и реконструкция автомобильной дороги Ухта-Троицко-Печорск на участке река Чонкасайоль, мостовой переход через реку Лёккем протяженностью 26,3 километра. В настоящее время проводятся работы по технической инвентаризации участков и приводятся в соответствии с существующими требованиями вопросы в области земельных отношений. В 2014-2016 годах будет продолжено субсидирование дорожной деятельности муниципальных образований республики. Объем субсидий на строительство до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также реконструкцию и ремонт автомобильных дорог местного назначения составит 775,8 миллионов рублей. В эти же годы будет продолжена реализация программы строительства мест отдыха и многих других объектов дорожной инфраструктуры. Мы продолжим воплощать в жизнь активную политику по развитию всех видов транспортного сообщения, как внутри республики, так и на межрегиональных направлениях. В области воздушного транспорта в 2014 году будет продолжена работа по подготовке посадочных площадок и открытию новых внутрирегиональных авиарейсов в Выжму, Кослан и Троицко-Печорск. Напомню, что это должно было быть сделано еще в прошлом году и не выполнено, за что отдельные руководители получили соответствующие наказания. Надеюсь, что сделаны выводы. В этом году мы приобрели еще один самолет Л-410. В 4-летний период будут рассмотрены вопросы расширения географии межрегионального авиасообщения. Планируется проработка вопросов выполнения авиарейсов из Сыктывкара в Салихард, Уфу, Вологду, Киров, Архангельск, Челябинск, Тюмень и Самару. На сегодняшний день заканчиваются переговоры с бразильской авиастроительной компанией Embraer на поставку среднемагистральных самолетов для работы на межрегиональных маршрутах. В ближайшие годы планируется дальнейшее обновление речного флота в целях обеспечения устойчивой работы социально значимых пассажирских речных перевозок в республике. Как я уже говорил, на данный момент строится 3 парома для эксплуатации в Книжпогорском, в Уктыльском и Усть-Илимских районах, но при этом мы ставим себе задачу в среднесрочной перспективе приобрести и изготовить еще 8 паромов. В
планах до 2016 года развитие железнодорожного транспорта. Будет продолжена совместная работа с российскими железными дорогами по обновлению вагонного парка поездов, курсирующих в республике. Кроме того, основная задача нашего партнерства на ближайшие 3 года – реализация масштабных проектов по расширению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры Северной железной дороги. Планируется модернизация путевого хозяйства и железнодорожных станций. Инвестиционной программой РЖД на 2014 год предусмотрены средства на эти цели в размере 1,2 миллиарда рублей. В том числе на реконструкцию и модернизацию железнодорожных путей и земляного полотна 735 миллионов, на строительство и реконструкцию зданий и сооружений 366, на строительство линий связи 94 миллиона. Одной из стратегических задач транспортной отрасли для нас продолжает оставаться и является выход в этом году на правительственное решение о начале работы над проектно-сметной документацией проекта «Белкомор». Для этого нами проведен весь комплекс необходимых работ на федеральном уровне. Развитие связи на территории республики будет осуществляться в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством республики и крупнейшими операторами связи. Будет продолжено строительство новых объектов связи для обеспечения населения и организации доступом к современным и качественным услугам, в том числе к услугам скоростного интернета, сотовой мобильной связи и цифровому телевидению. Так, только в этом году сотовая связь перейдет в населенные пункты Пижемского куста, в Усыльме, а также в Баркаланске, Кипеево и Выжимском районе. И эту работу мы будем продолжать по другим районам. Кстати, только в 2014 году планируется построить 40 объектов цифрового наземного телевизионного вещания. После ввода в эксплуатацию данных объектов жители республики получат бесплатный доступ к телевизионным каналам в современном цифровом формате вещания. В будущем и последующих годах мы продолжим развитие и всестороннюю поддержку сельскохозяйственной сферы. Усиление конкуренции на рынке сельхозпродукции можно выдержать лишь с помощью высокой производительности и отменного качества выпускаемой продукции. Поэтому основной задачей в сельском хозяйстве и производстве пищевых продуктов считаю дальнейшую модернизацию основных фондов. В 2014 году намечен ввод в эксплуатацию 3 помещений для крупного рогатого скота, в том числе 2 коровника в Карткиросе на 150 голов, в Прилузском районе на 100 голов и телятник в Карткиросе на 300 голов, а также свинарник на 350 голов в Ухте. В целом, на ближайший 3-летний период к реализации с предоставлением господдержки заявлено 13 проектов из 7 районов республики. Из них 4 по строительству животноводческих помещений и 9 по реконструкции. В 2014 году планируется к реализации 6 проектов по переработке сельскохозяйственной продукции. В 2015-2016 годах еще 5. В предстоящий 3-летний период намечено дальнейшее развитие рыбоводства с увеличением объемов производства товарной рыбы на 26%. И доведением до 440 тонн в год. Одной из основных целей деятельности правительства республики будет являться увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику республики. Во многом посредством развития инфраструктуры, поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставления мер адресной поддержки с учетом их особенностей и потребностей. В среднесрочной перспективе мы продолжим политику поэтапного переноса, оказания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с республиканского уровня на муниципальный. В числе основных задач на ближайшие годы повышение доходов жителей республики, в том числе и бюджетников. Это необходимо как для сохранения достигнутых позиций, так и для дальнейшего увеличения целевых показателей, определенных майскими указами. Дополнительный объем средств на повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере на ближайшие 3 года составит 22,7 миллиарда рублей. Необходимый объем средств в республиканском бюджете предусмотрен в полном объеме. Но вместе с тем хочу отметить, что сегодня уже при более высоких доходах сформировался и общественный спрос на повышенные требования к качеству оказания медицинских и образовательных услуг. К сожалению, статистика жалоб обращений на качество медицинского обслуживания растет из года в год. А в образовании, к примеру, формализованным показателем качества подготовки становятся результаты ЕГЭ. Я хочу сказать, что нарекания со стороны жителей республики к качеству медицины и образования совершенно справедливы. И спрос за них будет очень жестким. Диспропорцию между улучшенными материальными условиями труда
и качеством работы персонала необходимо в кратчайшие сроки устранять. Большой задел по строительству объектов оставил у нас ушедший год спорта. В ближайшие 3 года мы должны выполнить планы по строительству 11 сооружений соответствующего профиля. В 2014 году спорткомплекса с бассейном в Иркуте, универсальных спортивных площадок в Выльгарде и Визинге, физкультурно-оздоровительного комплекса в Усть-Куломе. В текущем году также запланировано окончание реконструкции спорткомплекса «Нефтяник» в Ухте, вторую очередь реконструкции производственного здания по улице Савина в Сыктывкаре под универсальный спортивный комплекс и третью очередь реконструкции республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной. В 2016 году введем плавательный бассейн по улице Петрозаводской в Сыктывкаре, спортивную площадку в Сторожевске, спорткомплекс с бассейном и универсальным игровым залом в Микуне. В среднесрочной перспективе окончание строительства ВЭЖ крытого катка с искусственным льдом и молодежного учебно-спортивного центра в Ухте. По объектам здравоохранения продолжим строительство республиканской инфекционной больницы. Это очень масштабный проект, на который выделено 1,6 миллиарда рублей. Закончим строительство радиологического отделения республиканского онкологического диспансера, на который направлено 224,2 миллиона рублей. В текущем году в Сыктывкаре будет введена, наконец, строить центральная поликлиника. В текущем году планируется, как я уже говорил выше, завершить строительство 7 ФАПов. В Синегорье, Русаново, Усылы, Чикипеево, Усижме, Серебуткан и деревне Среднее Бугаево. Завершается строительство врачебной амбулатории в Заозерье. В первом квартале будущего года в полном объеме планируем сдать санаторный комплекс Серегово. В 2016 году лечебный корпус на 80 коек в Усть-Сыльме. В ближайшие 3 года продолжится оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием. В частности, планируется продолжить приобретение оборудования санитарного автотранспорта для травматологических центров, на базе которых оказывается медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Будет оснащено дорогостоящим оборудованием реабилитационное отделение, организуемое на базе городской больницы Эжинского района Сыктывкара. Оборудование такого типа, как тренажеры с биологической обратной связью для тренировки равновесия, тренировки ходьбы, роботизированный велоэргометр, оборудование для восстановления двигательной активности, координации движения конечностей и мышечной силы для мелких мышц. Продолжится оснащение оборудованием сельских учреждений здравоохранения, в том числе ФАПов и врачебных амбулаторий. В Емве планируем построить спальный корпус со столовой дома-интерната для престарелых и инвалидов. Хочу еще раз напомнить, что когда мы объявляем тематический год, то предусматриваем не только особое внимание этой отрасли. Это в первую очередь задача дать толчок для инерции развития. И все, что мы планировали и в год молодежи, и в год спорта, будет продолжено. Мы объявили год здоровья с главной целью – обеспечить эффективную профилактику заболеваний и создать все условия для того, чтобы каждый житель республики вел здоровый образ жизни. Нельзя всю заботу о здоровье перекладывать только на государство и врачей. Мы с вами прекрасно знаем, что предупредить гораздо дешевле, чем лечить. Я уже говорил, что качество медицинского обслуживания у нас вызывает много нареканий. Поэтому выявление и устранение так называемых узких мест в отрасли является ключевой задачей. В нынешнем году мы по-иному подойдем и к организации диспансеризации населения. Опыт прошлого года показал слабые места в подготовке этого процесса. Мы обязательно это учтем. Кроме того, проходящие диспансеризацию порой были вынуждены стоять в очередях некоторым специалистам, в том числе и из-за нехватки кадров в отрасли. Поэтому мы развернули масштабную работу по решению кадровой проблемы в медицине. Я ставлю перед Министерствами образования и здравоохранения задачу усилить работу по подготовке специалистов и приглашению врачей и медицинского персонала из-за пределов республики. Одновременно с этим актуальная задача по взращиванию собственных медицинских кадров на базе СГУ по профилю лечебное дело. Как вы помните, в сентябре прошлого года состоялся первый набор студентов в количестве 88 человек, в том числе 60 принято на обучение по договорам с лечебно-профилактическими учреждениями республики. В перспективе создание на базе СГУ собственного медицинского института. Факты говорят нам о том, что кадровый голод наблюдается сегодня во многих отраслях. Настораживает дефицит специалистов в управленческой сфере. Это касается органов исполнительной власти, особенно в муниципалитетах.
Существующая практика кадровых резервов меня, мягко говоря, не устраивает. Созданные для галочки эти списки резервистов просто остаются на бумаге, не принося реальных результатов. Требуется качественный пересмотр принципов этой работы. Следующий приоритет – это доступность дошкольного образования. Перед нами, как я уже говорил, стоит задача по ликвидации очередей в детские сады. Так, например, в 2014 году в Сыктывкаре откроется сразу 5 детских садов. 3 детсада на 220 мест с бассейном по улице Октябрьской, 190, и 2 на Петрозаводской, 12. 2 детских сада по улице Морозова. Детский сад по улице Куратова в Ухте. По одному детскому саду в Палевцах Сыктывдинского района, Ижме, в Обьячево, Богородске Киркоровского района. Детский сад-школу обретет поселок Керки. Будут построена школа на 130 учащихся с дошкольной группой на 50 детей и с интернатом на 20 мест в Якше Троицко-Печорского района. В 2015 году будут построены детские сады в Сыктывкарском лесозаводе, в Услыже, Мадмасе и Уссыльме. В 2016 году будет строиться новый детсад в Выльгарде. По школам новым. В этом году мы закончим школу на 190 мест в Уснеме, Усколомского района. На сегодня заключен контракт на разработку проектно-сметной документации со сроком исполнения в мае текущего года по школе в селе Мовча на 400 мест и с пришкольным интернатом на 20 мест. Уже выбран земельный участок для строительства. В 2016 году мы построим школу на 1200 мест в Сыктывкаре, школы в Дутово, Летке, Серегово и Кажеме. Запланировано строительство школы с интернатом и дошкольной группой в поселке сельского типа Приуральск, Троицко-Печорского района. По отрасли образования в рамках республиканской адресной инвестиционной программы в ближайшие 3 года всего планируется строительство 23 новых объектов, из которых 15 это детские сады и 8 школы. На эти цели предусмотрено более 2,5 миллиардов рублей. В сфере школьного образования ключевой задачей является повышение качества подготовки учащихся. Для этого необходимо обеспечить интенсивное использование обновленной инфраструктуры, по полному загружать новую технику, активно использовать интернет и электронные учебные материалы. Мы продолжим оснащение школ учебным, лабораторным, спортивным и компьютерным оборудованием. Необходимо решить вопрос обеспечения всех, без исключения школ, доступом в интернет с хорошей скоростью. Продолжится совершенствование системы дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на дому. В 2014 году так обучаться будут 140 человек, не имеющих противопоказаний к этому. В этом же году в 14 образовательных организациях намечено переоборудовать санитарно-технические классные помещения, приобрести учебное и реабилитационное оборудование. В ближайшие годы продолжится своевременная поэтапная замена автобусов, выработавших на соответствующий момент времени свой ресурс, имеется в виду школьных автобусов. Ежегодно для образовательных организаций республики будет приобретаться не менее 6 автобусов. Объявленный в России год культуры в республике будет подкреплен строительством социокультурных центров в селах Дон и Шошка Книжпогодского района, библиотеки в селе Мутный Материк, Дома культуры в Денисовке, пристройки кинотеатру «Союз» в Карткиросе. В планах капитальный ремонт Коми-Республиканской филармонии и реконструкция Центра национальных культур. Мы начали работу по подготовке и реконструкции здания Республиканского театра оперы и балета. Всего в 3-летней перспективе строительство и реконструкция 13 объектов культурного профиля. Вдобавок к названным выше в 2015 году будет построен многофункциональный социокультурный центр в Пажге и выведен на финальную стадию капремонт городского дома культуры «Горизонт» в Сосногорске. В 2016 году необходимо завершить строительство многофункционального социокультурного центра в Кослане и социокультурного центра с универсальным залом 50 мест в деревне Конецбор. В ближайшие годы мы продолжим создавать условия для развития въездного и внутреннего туризма в республике. На год на эти цели предусмотрено 36,5 миллионов рублей за счет республиканского и местных бюджетов. На последующие 2 года порядка 17 миллионов рублей ежегодно. Основная задача этой работы будет являться развитие туристической инфраструктуры. Для достижения этой цели, прежде всего, мы планируем совершенствовать механизмы финансовой поддержки субъектов туристической деятельности и муниципальных программ развития туризма. Это должно дать дополнительный импульс для создания новых туристических маршрутов и увеличения турпотока в республику. Крайне необходимо обеспечить кадрами туристическую отрасль.
Отдельная задача – активное продвижение туристских продуктов республики на отечественных и международных туристских рынках. Значимая часть средств программы запланирована именно на это направление. Получит дальнейшее развитие инфраструктура Финно-Угорского этнокультурного парка. Уже в текущем году мы планируем усилить возможности парка для детского отдыха, а также построить универсальную спортивную площадку, а в 2016 году Центр научно-технического творчества. Как я уже говорил, по многим позициям республика занимает лидирующие позиции среди регионов России и Северо-Запада. Это означает, что многие вещи мы делаем лучше других. И не надо стесняться об этом рассказывать. Поэтому нам нужно организовать, что называется, экспорт в другие регионы своих лучших практик и продуктов. Жители республики должны почувствовать, что наш регион и то, что мы делаем, знают и уважают. Мы все знаем, что по качеству наши продукты в большинстве случаев лучше, чем те, что завозят из соседних регионов. Наши производители научились делать продукты лучше наших соседей, значит, об этом должны знать и за пределами республики. И я дал поручение профильным ведомствам разработать меры, которые помогут нашим предпринимателям организовать такую своеобразную экспансию на другие территории. Для этого нами создан и активно продвигается региональный продуктовый бренд «Выбирай наше», о котором я упомянул в первой части доклада. Очень хорошим примером экспансии такой считаю открытие состоявшихся 2 магазинов республиканской сети «Сияние Севера» в Санкт-Петербурге. Продукция Сыктывкарского ЛВЗ, а в перспективе мясные деликатесы из оленины от агрокомплекса «Инта-Приполярная», птицефабрики Зеленецкой и других товаров наших производителей стали доступны петербуржцам, многие из которых выходцы из нашей республики. В текущем году в северной столице будут открыты еще 3 магазина. Аналогичные торговые точки планируются к открытию в других регионах России, включая Москву. Ближайшие планы – это Вологда. Примечательно, что созданные собственные республиканские бренды становятся уже популярными во многих городах России. К примеру, такие бренды, как Матрека, такие бренды, как Додо Пицца. Я уверен, что у нашей республики есть все необходимое, чтобы быть в авангарде регионов России. В чем-то мы являемся новаторами, в чем-то лидерами. Чему-то нам предстоит научиться. И я верю, что нам под силу делать так, чтобы и в будущем наша республика оставалась в числе лучших регионов. Уважаемые депутаты, гости и приглашенные, я перечислил основные составляющие для формирования курса на последующие 5 лет. Но в этом процессе необходимо участие самых разных общественных сил. Формирование программы развития республики не должно замыкаться лишь в правительстве и Государственном совете. Я отношу к своей команде всех людей, которые готовы принимать деятельное участие в развитии республики. Ведь именно здесь есть основные резервы для детального анализа и повышения результативности нашей работы. Мы создаем механизмы для эффективного участия членов команды в планировании, реализации и контроле за ходом исполнения государственной политики. Хочу напомнить, что 2 года назад мы уже обращались к жителям республики с просьбой высказать свои пожелания и предложения по развитию региона. Напомню о проекте «Открытое письмо». Всего мы получили более 7000 мнений и предложений, которые учли при корректировке стратегии развития республики и в различных программах. Сегодня я предлагаю всем, кто живет и работает в республике, и экспертному и научному сообществу, руководителям промышленных предприятий, профсоюзам, среднему и малому бизнесу, общественным организациям включиться в обсуждение путей развития республики и внести свои предложения. Для тех, кто хочет изменить республику к лучшему, есть не просто возможность высказать свои мнения, но и принять участие в реализации принятых решений. Вполне допускаю, что наши планы потребуют корректировки и дополнений. И здесь важно принять именно те решения, которые были бы согласованы и поддержаны обществом. Для этого есть все возможности обмена мнениями во время круглых столов, коллегиального обсуждения предлагаемых решений или какие-то иные формы. Общественные силы в республике функционируют уже по-другому, чем это было несколько лет назад. Давайте вспомним, если раньше от имени общественности выступал десяток одних и тех же лиц, то сейчас общество, что называется, проснулось. Сформировались дееспособные площадки для гражданского диалога. Действуют общественные институты, настроенные на взаимодействие, конструктивную критику и контроль за деятельностью власти.
Помимо собственных ресурсов, люди должны иметь доступ к поддержке своих рациональных начинаний. И в рамках территориального общественного самоуправления и в системе выделения грантов по разным направлениям. Считаю, что сегодня необходимо уделить ТОСам особое внимание и создать регионального оператора по поддержке движения ТОСов. С 2014 года началась реализация небольших проектов в области благоустройства территорий, спорта, культуры, дорожной деятельности в рамках государственных программ. Мы называем их программой малых проектов. Механизм отбора этих проектов предполагает максимальное привлечение граждан республики и короткий срок их реализации. Это первый подобный опыт правительства республики. В случае получения желаемого результата в короткие сроки и одобрения гражданами республики, практика реализации небольших проектов продолжится. По общественным проектам республика идет в авангарде регионов России. По поручению президента России у нас уже созданы и действуют общественные советы при органах региональной и муниципальной власти. Это еще один механизм реализации контроля за государственной политикой со стороны жителей республики. В этом есть огромный потенциал, который необходимо реализовать в ближайшей перспективе. Еще одна из задач – сделать понятной и доступной форму контроля. В частности, для этого реализуется республиканский проект «Главконтроль». Каждый житель республики может сообщить о некачественной, ненадлежащей работе чиновников. По совокупности сигналов принимаются меры в виде соответствующих обращений в надзорные органы. Наша республика всегда была гостеприимной. У нас живут люди самых разных национальностей. Я сам из семьи, чьи корни связаны не с самым легким периодом в истории России. И каждый из нас, живущих в республике и считающих ее своим домом, ценит межнациональный порядок и рад его сохранению. Мы рады всем, кто думает так же, и не держим никого, кто не разделяет наши взгляды. Уважаемые депутаты, надеюсь, что отраженная в докладе информация в полной мере отражает работу главы и правительства республики за минувший 4-летний период. По ряду ваших вопросов, не нашедших отражения в докладе, подготовлены ответы, которые переданы Игорю Владимировичу. В завершение отдельно остановлюсь на, безусловно, главном политическом событии года. 2014 год – год выборов главы Республики Коми. Как правило, предвыборный год становится периодом активизации политических и общественных сил. Мой сегодняшний доклад – это не только повод рассказать о моей работе в статусе высшего должностного лица Республики Коми, но и отразить свой взгляд на ее перспективы и будущее. 4 года назад, по представлению президента, вы, уважаемые депутаты, наделили меня полномочиями главы республики. Эти 4 года стали годами активной совместной работы во имя жителей нашей республики и на ее будущее. И сегодня я хочу выразить огромные слова благодарности за то, что мы всегда находили взаимопонимание по всем вопросам. Совместно решали самые сложные задачи. У нас никогда не было необходимости, что называется, перетягивать одеяло на себя. Мы делали все вместе. Это служило примером всем общественным и политическим силам конструктивной и результативной работы. Спасибо вам. Основу достижения благополучия региона сегодня есть стратегия социально-экономического развития нашей республики до 2020 года. Да, мы многое сделали, да, мы многое наметили сделать в будущем. И выборы – это оценка нашей работы за 4 прошедших года и мерила доверие жителей республики. Их оценка того, что провозглашаемые нами цели не популизм и не пустословие. Я допускаю, что иные политические силы будут предлагать избирателям свое видение развития республики. Это нормально. Но я убежден, что вдобавок к сказанному мной о планах на ближайшую перспективу, подкрепленных финансовой и организационной составляющей, нам необходимо услышать мнение жителей. А правильно ли мы идем? А все ли мы предусмотрели для улучшения благополучия и закрепления позитивных достижений? Именно поэтому сегодня я обратился к экспертам, общественникам, рядовым гражданам с просьбой высказать свои предложения и дополнения к нашему плану развития. Это требует широкого общественного обсуждения в различных форматах, от фракций в Государственном Совете до споров в трудовых коллективах и организациях.
Многие цели и задачи, отраженные в докладе, будут реализовывать уже следующий всенародно избранный глава республики. Учитывая все сказанное, подводя итоги и наметив планы на будущее, могу сегодня сказать. Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы Республики Коми. И я буду принимать в них участие в случае успешного прохождения процедуры предварительного внутрипартийного голосования. В том случае, если меня поддержат делегаты региональной конференции партии «Единая Россия». Я очень надеюсь на поддержку всех жителей республики. Многое из того, что было озвучено в наших планах, наверное, можно отнести к так называемому, в кавычках, региональному сепаратизму. Да, я не скрываю свою личную и главную задачу – сделать нашу республику более сильной, а ее жителей более защищенными и уверенными в завтрашнем дне. И я глубоко убежден, что если сегодня каждый из регионов огромной нашей страны станет сильнее, то в целом станет еще сильнее наша Россия. Благодарю за внимание. Спасибо. Кузнем да буршут. Атте. Развитие региональной авиации – одна из приоритетных задач новой республики. Регион активно восстанавливает некогда забытые взлетно-посадочные полосы, открывает прямое авиасообщение с крупнейшими городами России. Новая республика – новый этап развития региона. Заоблачные перспективы. Все, что касается технического оснащения этого международного терминала, вопрос уже решен. Завтра Коми авиации. Возвращение терминатора. Будет очень потихонечку проходить медленно вода, немножко, да. Новые технологии против злостных неплательщиков. Прорваться в Сочи. Здесь, может быть, можно сказать, даже сложнее иногда попасть на Олимпиаду, чем там выступить. Переменный успех олимпийцев из Коми. Пятница, 19:30. Время итогов. Больше 30 лет назад в Советском Союзе произошло грандиозное событие, во многом повлиявшее на ход отечественной и даже мировой истории. 22-е летние Олимпийские игры. Огонь Олимпиады впервые был зажжен в социалистическом государстве. Сейчас, много лет спустя, отчетливо понимаешь, этот огонь мог и не загореться в столице Советского Союза. Слишком много было для этого причин. Неизвестные факты об Олимпиаде 80 на Юргане. В эфире телеканала «Юрган» специальный выпуск «Времени новостей». В студии для вас работает Александра Маркина. Здравствуйте. Только что завершился доклад главы республики перед Госсоветом о деятельности правительства Коми за 2013 год, планах на этот год и среднесрочная перспектива. В региональном парламенте работает моя коллега Татьяна Выборова. Татьяна, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Александра. Действительно, это было очень подробное, обстоятельное выступление. Оно заняло больше 2 часов, почти 2,5 часа. Доклад затронул все сферы и направления деятельности правительства, результаты работы всех министерств и ведомств Коми.
В докладе Вячеслав Гайзер определил планы развития нашего региона, особенно остановившись, конечно, на социальной сфере. И у нас уже есть первые отклики, первые впечатления о докладе главы. И прямо сейчас мы узнаем мнение об отчете у спикера Госсовета Коми Игоря Владимировича Кобзеля. Игорь Владимирович, здравствуйте. Поделитесь своими впечатлениями об услышанном. Ну, действительно, отчет был очень подробный. Мы услышали о совершенно конкретных вещах, которые были сделаны в республике за предыдущие 4 года. И это именно то, что сегодня может увидеть каждый житель Республики Коми. Построенные социальные объекты, отремонтированные дороги, то, что у нас сегодня возобновляется снова внутренние авиаперевозки. И, конечно же, что очень радует, это сегодня у нас повышается рождаемость в республике. И то, что сегодня люди заводят 2-го и 3-го ребенка, говорит о том, что они верят в стабильность и дальнейшее развитие республики. Но не обошел стороной в своем отчете Вячеслав Михайлович и проблемы региона. Мы с вами услышали, что достаточно хорошо сегодня Вячеслав Михайлович ознакомлен с проблематикой региона, он знает всю их суть, и самое главное, что он видит перспективу решения этих проблем, совершенно конкретные шаги, которые сегодня нужно сделать в регионе. Также бы хотел отметить тот блок, который Вячеслав Михайлович посвятил развитию экономики республики. Он сказал, что не только сегодня нужно продолжать развивать имеющиеся у нас основные направления, такие как нефтегазовые, лесное направление, но обязательно сегодня нужно думать и уже буквально с сегодняшнего дня начинать развитие новых технологий в республике. Это биотехнологии, развитие дополнительно в нефтегазовом секторе, лесная биохимия и другие. Также хотел еще отразить то, что задача поставлена сегодня по Воркуте и арктической зоне. Необходимо нам сегодня приложить максимум усилий для того, чтобы Воркута вошла в арктическую зону. Это даст новый толчок для развития наших самых северных территорий. Игорь Владимирович, спасибо вам большое за ваше мнение. Ну а следующий вопрос мы хотели бы задать депутату Госдумы России от Коми Владимиру Александровичу Понемвежскому. Владимир Александрович, здравствуйте. Скажите, какие из услышанных сегодня проектов могли бы заинтересовать федеральный центр? Может быть, вам дан посыл продвигать что-то на федеральном уровне? Ну, я вам скажу, традиционно мы, депутаты от региона, поддерживаем те инициативы главы Госсовета, которые приходят в Государственную Думу. Из сегодняшнего доклада и отчета главы для меня, например, очень важно было о том, что есть социальная значимость тех проектов, социальная поддержка населения. Но прежде всего это, по всей видимости, будет законопроект о квотировании рабочих мест для предприятий, для бизнеса, который собирается развиваться в республике. Это очень нужно, это обязательно поддерживать свое население. Именно о квотировании рабочих мест мы говорили дальше и раньше. И я думаю, что, естественно, этот законопроект мы будем поддерживать. Я надеюсь на его быстрое и скорейшее прохождение и принятие. Владимир Александрович, спасибо за ваше мнение. Еще мы хотели бы предоставить слово Марине Косторновой, руководителю Единого волонтерского центра Республики Коми. Марина, здравствуйте. Какие моменты вы бы отметили из сегодняшнего выступления главы? Ну, могу сказать, что отчет главы сегодня был максимально точным, таким достоверным, свежим и ровным. Я бы отметила моменты, такие как практически в каждом направлении, которое сегодня отмечал Вячеслав Михайлович, звучала тема молодежи и общества в целом. Это сейчас проблематика очень актуальная, и общество у нас должно сейчас быть максимально активным, максимально ответственным. На это хотелось бы обратить внимание. И такой проект, как «Открытое письмо», до сих пор реализуется. Возможно, кто-то примет в нем участие. Ну, с поправками на этот проект уже правительство будет решать свои проблемы. Вот. Спасибо за ваше мнение, Марина. Что ж, я передаю на этом слово в нашу студию. Мы будем выслушивать мнение других участников заседания Госсовета, поэтому с удовольствием передаю слово, Александра, тебе. Спасибо, Татьяна. Служба информации телеканала «Юрган» продолжает следить за главными событиями дня. Следующий выпуск новостей выйдет в 14:30. Его проведет Ольга Ануфриева. Ну а прямо сейчас случай из практики с Екатериной Борш. Екатерина.
Спасибо, Саша. Сегодня в «Случае из практики» мы говорим о воспитании настоящих мужчин. Гости эфира – представители военно-патриотического клуба «Разведка». Начнем после рекламной паузы. Рота, подъем! 45 секунд, время пошло.